Так, я в эфире. Ассаламу алейкум. Добрый вечер. Приветствую всех, друзья. Сейчас. Проблемы со звуком и изображением. Вроде все нормально. Всех рад приветствовать, друзья. Еще раз. Сегодня 12 апреля 2021 года. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Reality. Сейчас 21:01 по Берлину и 22:01, соответственно, по Джохару. Приветствую вас, друзья. Сразу мне патриот Чечни сообщает, что Аслан, тебя прекрасно слышно и прекрасно видно. Начинай. Хорошо. Нема Хамзат Гилаев, Асланбек Тутаев, Шевига Машуойршу. Леди, тебя персонально, как леди, приветствую. Так, Ури Валександр, Шевига Машуой. Сегодня я хотел бы много вообще-то тем, которые, наверное, каждый день надо что-то делать и что-то вот рассказывать, потому что столько лжи, что приходится каждый раз пытаться ответить, но не получается ни по времени, и некоторая ложь остается, которая нами не упомянута. Даже иногда это оказываются очень важные вещи, которые на первый взгляд иногда могут казаться такими незначительными. Ну, то событие, которое произошло сейчас, оно потом может иметь такое дальнейшее большое последствие. Но мы будем по мере наших сил и возможностей пытаться доносить правду, чтобы мы не отрывались от реальности, потому что это самое главное, от чего нас хотят сбить с этой реальности. Конечно же, у каждых игроков, в каждом человеке, в том числе у каждого государства, есть свои интересы. И когда эти государства преследуют свои интересы, какие-то государственные, это можно понять, так как это нормально. Конкуренция наций существовала со времен создания народов, как только они появились. Но когда это делают какие-нибудь чинушки, человечики, которые ради достижения своих каких-то корыстных целей, эгоистических целей, ради своего удовлетворения своего эго, да, когда человек, ему в детстве мама сказала, что он великий, и вот он всю жизнь думает, что он великий. Поэтому вот это как бы нельзя никак с этим смириться и никак это понять. Да? Одно дело, когда ты делаешь для государства, другое дело, делаешь для себя. И много в России таких людей, которые все делают для себя любимого. Им плевать, да, что там происходит вокруг. Главное, чтобы была власть, чтобы были деньги, чтобы было положение, блат, уважение. В их понимании, в той системе координат, в которых они живут. И одним из таких человеков является Владимир Милов. Такой неприметнейший такой человечек, который всю свою жизнь, там, начиная с папы, я о нем тоже скажу, но мы к его персоне тоже подойдем, всю свою жизнь ошивается около государственной, около властной системы. Впрочем, как и его папочка. Ну, сейчас мы подробно не будем его разбирать. Я ссылку в Википедию вам тоже продемонстрирую этого человека. Просто скажу, или же вы сами можете найти, может быть, я вам это покажу, потому что объем информации, который я вам сейчас хочу выдать, он немножко велик, но очень интересен. Есть некоторые вещи, которые вам
будут там, не знаю, там, сухие там, ссылки на законов, которые могут не так быть интересны, но есть вещи, которые очень интересны. И вот этот Владимир Милов у себя на канале выпустил видео и так с таким умным видом, уверен, что он готовил не один этот материал, потому что нарратив ГБшный, фашистский нарратив, он там прослеживается красной линией, хотя Милов прикидывается таким западником, таким либералом и так далее. Никакой, конечно, не либерал, обычный имперец, обычный фашист, который прикрывает свое государство. Ну, это можно было бы понять, что он прикрывает государство, которое там на Кавказе какие-то свои государственные, национальные интересы преследует и так далее, и так далее. Но за все это время мы знаем, что Путин и его окружение, они обогащались. Начинали войну со взрывов домов. Об этом ранее у себя в видео Милов тоже говорил. Ну, короче говоря, все это время, когда бандит Путин, террорист Путин обогащался, Милов вокруг да около кружился, был там в правительстве у Касьянова, ему не мешали эти взрывы домов и так далее. Поэтому они все одним миром мазаны там, все, кто там были. Но дело не в этом. Дело в том, что Милов слишком много соврал. Ну, просто ложь на лжи. Где-то у него ложь такая, где можно подумать, что человек ошибается. Где-то ложь, где можно подумать, что он отстаивает интересы страны, народа. Да, если мы не забываем про взрывы домов 99-го и другие убийства своих же граждан. Причем массовые убийства. Но на это как бы Милов забыть мы не можем, а Милов все это время молчал и ничего не делал. Сейчас же он вспомнил, и когда мы начали этот вопрос подробно разбирать, из российской, из недр фашизни, это тамошние, там забеспокоились. Забеспокоились видео, касающиеся истории Ичкерии. Вы можете посмотреть уже несколько этих видео. Только история. Мы не говорим ни про терроризм, ни исламизм, ни про каратизм. Мы говорим только лишь про историю становления государства, приводя документы, факты, свидетельства разных людей того времени. Хотя я вас уверяю, очень сложно разобраться в этой истории, потому что так много лжи и пропаганды идет с тех пор, что иногда там интуитивно приходится выбирать, что это было, потому что очень сложно разобрать реально, какую очередную спецоперацию проводили русские в том или ином случае. Ну да ладно, вы все это тоже сами прекрасно знаете, особенно наблюдатели, которые свидетели есть у меня в зрителях, которые эти процессы наблюдали, участники этих событий есть. Вы все это прекрасно знаете, но это все равно нужно проговаривать каждый раз, когда они говорят какую-то вещь, мы должны реагировать. Это то же самое, что пообщаться в чат-рулетке. В чат-рулетке подготовленных именно по чеченской тематике не часто встретишь. У них такие общие нарративы, на которые, кстати, Милов и ссылается. Он тоже говорит об этих нарративах, но более такой вегетарианской форме, можно сказать. Да, более так дипломатично он пытается это преподнести. Да, но все остается тем же. И мы должны понимать, почему я делаю вот такое вступление. Мы должны понимать, что вот эти непосредственные убийства, массовые казни людей, геноцид, военные преступления, преступления против человечности, акт агрессии, это все происходило не потому, что вот эти люди, вооруженные, российская армия, там, ФСБ или милиция их, не потому, что они вот так собрались и решили, поехали и убивали чеченцев. Нет, у них было юридическое, имитация юридического обоснования того, чего они делают. Потому что, как бы,
какая-то видимость закона должна соблюдаться. И именно такие люди, как Милов, я расскажу о настоящих зачинщиках этой войны, Первой русско-чеченской войны, именно такие, как Милов, и являлись теми людьми, которые обосновывали. Я в этом своем фильме Милов рассказывает не про самое главное лицо. Это тоже одна из целей этого фильма, который сделал Милов, на мой взгляд. Потому что он отводит от главных персонажей, не вообще их фамилии даже не произносит в своем этом фальсификационном видео. Но мы назовем эти фамилии. Но кроме вот этих главных лиц было огромное количество помощников, замов. И вот уже доходило до исполнителя и до тех солдатиков, которых так сильно делает вид, что жалеет Владимир Милов. Давайте начнем. Перейдем к самой фильме и сути. Я попрошу набраться терпения, потому что будет очень интересно. Так. Так, давайте я вам сперва расскажу про самого Милова. Чтобы не было, не будем особо уделять много внимания этой персоне, но просто отметим, что вот он родился в 1972 году в Кемерово, у него папа работал в научно-исследовательском и проектно-технический институт по автоматизации и механизации машиностроения. Ну, короче говоря, ГБшная эта организация была, видимо, там ракеты собирали. И вот он работал заместителем министра энергетики Российской Федерации в 2002-2000, с мая по октябрь работал. Потом советником министра работал какое-то время. И потом ему разрешили создать демократическую партию, а-ля демократическую партию. И вот этот человек сейчас имитирует. Никаких результатов этот человек не добился. Обычный балабол. У меня есть более резкие высказывания в адрес этого человека в связи с его такой неприкрытой ложью, которую он, прикидываясь, бывая таким постоянным завсегдатаем на радио Свободы, такой весь демократ там, и так далее. Обычный путинский балабол и лжец. Из банды Путина, как вы видите, смотрите, в 2002 году он был в банде Путина. 2 года ему не хватило, чтобы понять о том, что взрывы домов в 1999 году сделали те, на кого он сейчас работает. Более того, он у себя там выкладывал видео, на радио Свобода было это видео, где он рассказывает, что до начала вот этих взрывов они уже обсуждали между собой, что вот что-то ожидается, сейчас там что-то будет там и так далее. И потом, когда все это произошло, все, вот это и было. Он так и говорит, это ему не мешало все это работать. Его граждан. Ладно, мы чеченцев оставим. Чеченцев, они как фашисты, настоящие фашисты, они не признают у нас за нами право на жизнь, другие наши права не признают, поэтому оставим нас. Себя, своих же соплеменников убивали, и ничего особенного по этому поводу Милов не парился все эти годы. И хотелось бы начать с видео, которое мы делали с Андреем Курочкиным. Андрей Курочкин, вы его хорошо знаете все, архитектор, бывший питерский архитектор, сейчас живет в Европе и вносит большой вклад в делу борьбы правды с неправдой. И вот буквально несколько минут послушайте его, и мы потихонечку перейдем к самому фильму. Вот в этом фильме, где сейчас будет говорить Андрей Курочкин, это видео называется
Ичкерия навсегда. У них, на их канале, это видео делали Курочкины, Андрей и Инна. Оно по-другому называется, но на моем канале оно запрещено на территории фашистской России. По решению службы цензуры фашистской России, Роскомнадзора. Здесь мы обсуждаем только лишь правовые, юридические аспекты становления нашего государства. Вот только лишь все. Никакого призыва к террористической деятельности или какой-нибудь другой, которая противоречит законам и свободу слова, мы там не используем. Давайте послушаем немножко Андрея. И вы просто сейчас поймете, о чем этот фильм говорит, вот именно Милова фильм. И все поймете. Извините, что так долго по вас посвящаю. Послушайте. Потому что уже люди, которые пишут... Я даже не говорю про чеченцев, да, потому что их теплые отношения, их добро, которое вот в этих комментариях, и некоторые звонят, и некоторые пишут, это понятно, и мы чувствуем это добро. Но понимаешь, в чем дело? Ведь кроме этого, мы же ведь много раз говорим одно и то же, что мы это делаем для той же самой России, для нашей страны, в которой мы видим, что ей необходимо излечиться. А излечиться не пройдя этот путь Германии, путь любой страны, которая нарушила закон, которая совершила преступление, без покаяния не может. Но я сегодня не буду больше на этом останавливаться, потому что цель нашей встречи и нашего разговора совершенно другая. Я вот все думал, к кому обратиться, опять-таки для русских, в первую очередь для русских. И подумал, что лучше, чем ты, наверное, никто не расскажет, потому что ты юрист, ты человек, который знаешь законы. А так получилось, что законами... Мы же знаем, да, у нас есть такой человек, Вова Путин, да, который очень любит по закону все, да, он же все время все свои бандитские дела устраивает по закону, да, это вообще так принято было. Я жил в Питере и знаю, как они работали, да, эти люди. У них всегда все по закону было. Вот у всей братвы, Тамбовской, не Тамбовской, неважно, всегда все по закону, они всегда подкладывали подо все бумаги. Неважно, всегда все по закону, они всегда. И Вова Путин, он точно так же ведь решил. Он так... Так, далее. Давайте сейчас, вот мы поняли, что всегда пытаются делать по закону. Но, к большому счастью, не всегда у них это получается. Вот сам фильм. Фильм называется «Первая чеченская война. Добро пожаловать в ад. Другие 90-е», говорит Милов. 7 апреля 2021 года. Я узнал только об этом фильме вчера. Поэтому у меня было очень немного времени, чтобы вам подготовиться. Но меня заинтересовало вот все, что он тут говорит. Я начал смотреть. И с сильнейшим, невероятным отвращением, заставляя себя все это досматривать, пытался досмотреть. И вот как раз к нашему своему эфиру я вот кое-что успел подготовить по этому поводу. Первое, то, что он говорит, вступление, опять это его там ни о чем, почему было не отпустить Чечню, угрожали независимости Чечни, целостности остальной России. Вот это все обычная вода, подготовка общественного зрителя к тому, что вот сейчас он начнет говорить очень такое честное, правильное, будет честная, правильная подача информации, что, конечно же, не соответствует действительности. Пропущу я, вот почему вот его вступление, почему было не отпустить Чечню и так далее, угрожала ли независимость Чечни и целостности остальной России, он там говорит. И в этом плане он очень правильно, ссылаясь на американского ученого, он иногда очень делает такие американские реверансы в сторону Америки, он там дружит там с кем-то американцем, и такой, внедренный крот просто, путинский просто консерва, которая морочит голову американцам.
при возможности. Конечно же, я думаю, при удобном случае, если американцы окажутся сильнее, он их с удовольствием своего Путина и свою гибню сдаст. Как всегда они все делали, как сдали коммунистов они, как сдали они до этого царя и так далее. Всегда, когда приходит кто-то сильнее, всегда они сдают. Поэтому их веру, их надежность, конечно, не особо верим, но факт остается фактом. Вот про то, что Чечня может развалиться, Россия может развалиться, если выйдет из состава России Чечня, об этом написал американский журналист, который очень четко разложил, что это практически невозможно. Да? Если Чечня выйдет, никакая Россия не развалится. Да? Она занимает 0,01%. И там обоснованно все говорит. Если будет желание, посмотрите. Мы и так это знали, что если Чечня выйдет, не развалится. И угроза была не из-за того, что выйдет Чечня, а из-за того, что они принимали такие решения по требованию народов. И все, кто хотели, вышли из Советского Союза, в том числе Чеченская Республика. Поэтому я сразу перейду с его главы, которая более серьезная проблема захвата власти в Чечне бандитами. Вот с этой главы я перейду. Потому что первое, то, что он говорит, я в принципе, и он говорит словами этого американского журналиста, с этим я в принципе согласен. И тут опровергать особо нечего. И внимание, прошу, вы посмеетесь, друзья, я вам гарантирую. Но вот вторая проблема была куда серьезнее. Ну и чтобы вы понимали, первая проблема — это случай выхода Чечни из России, из Советского Союза. Это будет развал России, Российской Федерации, о которой я вам только что говорил. А вот сейчас он расскажет о второй причине. И вот здесь о ней стоит поговорить особо, потому что, к сожалению, это была большая проблема 90-х. Вот наша либеральная демократическая общественность сразу изначально, по инерции, она поддерживала движение союзных республик к независимости и самоопределению. И когда независимость объявила Чечня, то тут же наши интеллектуалы все встали сразу на ее сторону, да, и фактически рассматривали эту историю как продолжение одно из другого. Но это не было продолжением движения к независимости союзных республик. Здесь существовало одно очень серьезное различие. Как объявляли независимость республики бывшего СССР? И вот мы рассказывали вам об этом в нашем цикле о последних годах Союза. Пересмотрите его, там об этом отдельно шла речь. Это всегда шло исключительно по очень легалистскому такому законодательному порядку. Там в конце 80-х, в начале 90-х состоялись первые относительно свободные выборы республиканских парламентов, где большинство, это не оспаривалось там. Здесь вроде бы не глупый человек, но абсолютно много противоречий идет у Милова. Милов рассказывает, понятное дело, человеку просто надо ложь прикрыть, поэтому, конечно, будут противоречия, и ничего в этом удивительного нет. Милов может вам показывать, например, в этом фильме вы увидите митинг чеченских людей, которые вышли на площадь, которые называются какие-то антидудаевской оппозицией. Вот показываются кадры из этого. Также он может говорить, там не было легитимного процесса выхода Чеченской Республики из СССР. При этом он ссылается на референдум, проведенный в Грузии, допустим. Но в других республиках этот референдум не проводился, и проводить его необходимости как таковой не было. Об этом я подробно расскажу. Но таких вещей очень много у него здесь встречается. И вот, например, выборы республиканских парламентов. Парламент объявлял о независимости или назначал референдум. Независимость поддержало большинство депутатов. Так вот, у нас парламент объявил о независимости. У нас, это все я подробно расскажу. Причем это был советский парламент. Да? И вообще сама Российская Федерация, Верховный Совет, на тот период времени главный законодательный орган, главный властный орган Советского Союза,
который и в 44-м, когда нас депортировали после нашей депортации, упразднил, то есть ликвидировал полностью Чечено-Ингушскую автономную республику, и потом в 1957 году мы вернулись, восстановил, и именно этот же орган, Верховный Совет СССР. То же самое касается и Курильских островов, которые были забраны у Японии. То же самое занимался утверждением этот Верховный Совет. То же самое касается Калининградской области. То же самое касается Крыма. Все эти вещи, несмотря на это, абсолютно друг другу противоречащие вещи, Милов выдает на голубом глазу. Давайте послушаем дальше. Ни союзной властью, никем получили сторонники независимости. И они тут же провели заседание этих парламентов, где либо объявили независимость, либо назначили референдум о независимости. Например, в Грузии и Армении такие референдумы в 1991 году прошли. И там был одинаковый, очень пугающий одинаковый результат. 99,5% жителей высказались за отделение от Союза. То есть был некий законодательный легитимный процесс через выборы с участием народа, который либо голосовал за депутатов, принявших декларацию независимости, либо прямо высказывался на референдуме. Вся драма состояла в том, что в Чечне ничего подобного не было. Там... Здесь мы остановимся и расскажем, как проходил легитимный процесс становления чеченского государства. Я буду ссылаться на второе лицо в Советском Союзе, Руслана Хасбулатова, который очень подробно рассказал, убедительно, аргументированно рассказал высокому лондонскому суду о государственности, о становлении государственности Чеченской республики. Даже в старой, много раз раскритикованной за недемократизм и конец расстрелянной в октябре 1993 года Российской Конституции, в которой определяются статусы республик России, прямо говорится о том, что они, российские республики, являются государствами. То есть мы часто ссылаемся, что в соответствии с международным правом, в соответствии с советскими законами и ныне с российскими даже, это можно, если сказать, хотя они нас не касаются, мы часто ссылаемся. При всем при этом нет документов, подтверждающих, что мы когда-то добровольно вошли. Поэтому нам не нужно было вообще добровольно выходить. Мы оккупированная страна была. И на протяжении всех 4 веков мы оказывали сопротивление. И еще 4 века будем оказывать это сопротивление словом, делом, как только сможем. Для того, чтобы избавиться от фашистов, которые не гарантируют нам ничего, кроме нового геноцида. Поэтому я вам сейчас ссылку на советские законы, в которых той расстрелянной в 1993 году Конституции указывалось, и республики являлись государствами. Требования ООН, не будем забывать, описывает, это уже международное право, формально-юридические признаки, по таковым не только Чеченская республика, но и любая другая республика, входящая в состав России, является государством. Причем ООН в своем определении, в частности в пункте А, дальновидно предусмотрела, что речь может идти не только о государствах-членах ООН, но и о таких государствах, которые не являются членами Организации Объединенных Наций. Давайте посмотрим, что это за государства и не являющиеся членами ООН. Во-первых, это как раз государства-республики, входящие в состав России или оспаривающие соответствующие требования России, поскольку их конституция определяет их как государство. Во-вторых, не случайно для обсуждения проблемы агрессии ООН были приглашены лидеры национально-освободительных движений с провозглашенными ими государствами, еще не получившими признания ООН.
Следовательно, Чеченская Республика является государством и в широком смысле, как элемент национально-освободительного движения, прямо регламентируемый или предусматриваемый международным правом как возможный объект агрессии в узком смысле и с точки зрения внутреннего российского федерального права, конституированного в основных законах, в конституциях, и в расстрелянной в октябре 1993 года, и в ныне действующей от 12 декабря 1993 года, где, как отмечалось выше, говорится о суверенных республиках-государствах, входящих в состав России. В-третьих, исключительно важным являются следующие обстоятельства. Дело в том, что это очень важный момент, что 10 апреля 1990 года, то есть еще совок существует, президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев подписал закон об основах экономических отношений Союза СССР, союзных и автономных республик, который полностью приравнял бывшие автономные республики России и других союзных республик к самим союзным республикам. То есть вопрос об автономной или советской уже отпал в 90-м году. Нам здесь далее Милов будет пытаться говорить, ну это какое-то название, Чечено-Ингушетия, это еще что-то было сложнее. Ничего сложного не было. Чечено-Ингушская автономная республика была уравнена в правах, и автономность или советскость уже не имели значения. В последующем 90-91 годах все автономные республики России, кроме Дагестана, приняли декларации о национально-государственных суверенитетах, признанные официально Россией и упомянутые в Конституции России через внесение конституционных поправок. Поэтому все эти бывшие автономные республики, которые избавились от слова «автономные» к моменту демонтажа СССР в декабре 1991 года, были юридически выведены из состава России и могли при желании завершить этот выход процедурно-правовым способом, как это осуществили все союзные республики, а также Чеченская Республика. Она еще в ноябре 1990 года приняла декларацию, в ноябре 1990 года, прошу заметить, совок существует, Чеченская Республика приняла декларацию о суверенитете, затем самостоятельно договорилась с ингушской частью республики о разделе республики на две части, на Чеченскую и Ингушскую республики, что, кстати, было безоговорочно принято высшим государственными органами власти России, президентом России, Верховным Советом, правительством, Конституционным судом. То есть Чеченская Республика и Ингушетия разошлись, и все это приняли. То есть признавался это действие, этот акт законным Россией. Мы не говорим о нашем положении. Мне глубоко все равно, что они там призывают. Мне главное, международное право было соблюдено. Оно тоже было соблюдено. Но для тех, кто говорит, что вот Советский Союз, там кто-то вышел законно, незаконно, вот Милов нагло лжет. Вот для таких людей приходится вновь и вновь это рассказывать, что по их законам, по советским и потом по российским законам были совершены все действия. И они все абсолютно легитимны. Чтобы не вызывать полного краха России, говорит Руслан Имранович Хасбулатов, через ее распад, то есть была угроза полного распада России, я, говорит Руслан Имранович, форсировал тот период заключения федеративного договора, который был подписан в конце марта 1992 года. То есть чеченец спас вашу Россию, которая разваливалась на мелкие государства. При желании, конечно. Так как они имели возможность. Но никто, кроме Чечни и Татарстана, этим правом не воспользовался. Татарстан, к сожалению, не довел свои задумки до конца. Увидя, что это чревато серьезными потерями, войной, Татарстан отступил.
И Хасбулатов в 1992 году подписал вот этот федеративный договор. Это, собственно, единственный правовой акт, возвративший республики в состав России, кроме Чеченской республики и Татарстана. То есть, этот федеративный договор, который подписали все республики, позже его подписал и Татарстан, то это тот акт правовой, который объединяет Россию. Чеченская республика никогда его не подписывала. И все, что вы делаете, это незаконно, это агрессия. Неуважаемый Владимир Милов. Далее. Чеченская республика не подписала федеративный договор, объединивший все субъекты России в единое государство. 31 марта 1992 года она не участвовала ни в каких выборах и референдумах, проводимых российскими властями после уничтожения СССР. И по всем внутренним, формально-конституционным и международным нормам права Чеченская республика может рассматриваться как суверенное, самостоятельное государство. Собственно, она таковой и рассматривалась фактически Россией, самой Россией, до начала агрессии 26 ноября и 11 декабря 1994 года. И поэтому действия федеральных войск на ее территории, начиная с 26 ноября 1994 года, являются агрессией в классическом смысле слова в полном объеме, предусмотренном определением данным Генеральной Ассамблеей ООН. И, соответственно, граждане Чечни не подлежат судебному преследованию в соответствии с российским правосудием, если они не совершили преступления на территории России. Мне кажется, здесь исчерпывающий дается ответ на все, что говорится. Но здесь еще очень много лжи в этом фильме, и поэтому я бы хотел продолжить наше видео, чтобы вы посмотрели. Вот в начале, когда я буду рассказывать про эти законы, это немножко может быть утомлять, и немножко это неинтересно, но это очень важно, потому что без этих юридических вот этих аспектов в этом деле реально Милов окажется прав. Но все остальное будет очень интересно дальше и очень даже забавно. Давайте перейдем дальше. Повествование. Не было никаких выборов, никакого референдума. Никаких выборов не было. Так, выборы. Ну, это он еще много раз скажет, что не было никаких выборов. Выборы были президента Джохара Дудаева. Джохар Дудаев набрал, но он еще дальше об этом скажет. Я к этому тоже скажу. Сейчас послушаем просто, чтобы у вас создавалось представление, о чем говорит этот фальсификатор и лжец. И буду вам немножко давать его слушать. Там произошел самый настоящий и очень жестокий захват власти бандой во главе с Джохаром Дудаевым. Фактически, что там произошло? Там вот такое движение за независимость сразу возникло вот в годы перестройки в синхрон, в общем, с аналогичными движениями в бывших республиках СССР, которые в итоге стали самостоятельными государствами. И лидером чеченского движения за независимость стал Джохар Дудаев, который потом и возглавил эту непризнанную республику Ичкерии, бывший генерал советских вооруженных сил, и несколько слов еще мы о нем потом скажем, но им не удалось пойти вот по этому парламентскому пути, то есть избрать парламент, который объявил бы о независимости, все было бы нормально. Для начала в СССР не существовало такой отдельно взятой Чеченской республики. Там была Чечено-Ингушская ССР, которая состояла из современных Чечни и Ингушетии, то есть это еще осложняло ситуацию, там вот едва ли можно было такое решение принять парламентским путем, поэтому... Осложняло это из-за того, что название было Чечено-Ингушская республика. Вот эту сложность чеченские и ингушские политики решили очень быстро. Это даже не стало никакой проблемой, даже обсуждения, даже сейчас об этом не говорят, потому что все прошло быстро и обоюдно добровольно. Что сделал Дудаев? Он начал формировать вокруг себя вооруженное ополчение.
И, по сути дела, воспользовался хаосом в Москве после провала того самого августовского путча 91 года ГКЧП. Когда, в общем, власть переходила из рук в руки, мягко говоря, всем было не до этого. Как на пожаре происходит, да, некоторые элементы, пользуются такой ситуацией. И в условиях управленческого хаоса в Москве дудаевцы осуществили в Чечне, по сути дела, вооруженный захват власти. Это произошло 6 сентября 1991 года. Они захватили Грозненский горисполком. На самом деле это было очень жестоко. Там погибли люди, делал вооруженный захват власти. Я вам сейчас хочу это показать. Это произошло 6 сентября. Смотрите, я не знаю, вы не видите, да, наверное? Сейчас я постараюсь, чтобы сделать так, чтобы вы видели. Вот так видно. Долой советских князей, долой плутократов, народ всегда прав, долой чечено-ингушскую партийную мафию. Показывая такие вещи, у Милова абсолютно его это не смущает, что вышел народ, что никто не поддерживает эту советскую власть, что чеченцы, которые 400 лет идут к своей независимости, ведут борьбу против фашистов российских, что они имеют какие-то права. Но меня заинтересовал этот плакат «Долой советских князей». Я не знаю, к чему здесь князья упоминаются. В последнее время мы часто начали слышать про князей. Видимо, эти советские князи были и тогда, и до сих пор. Плутократов, лжецы. Тогда еще Путина не было. Путина иногда называют Плутин. Тогда уже ложь, эта путинская, ГБшная, она существовала. Народ всегда прав, и долой чечено-ингушскую партийную мафию. Мы все прекрасно знаем, что партийная номенклатура была самыми главными коррупционерами и взяточниками, которые, построив тюрьму народов, питались, кормились за счет бедного многострадального советского народа, который пережил ужасы, которые в истории человечества, наверное, никакой народ никогда не переживал. И одни из них, конечно же, русские, которые пережили эти ужасы. Я буду очень надеяться, что русские проснутся и сделают так, чтобы их хотя бы дети, внуки и правнуки не переживали. Хотя все идет к тому, что будет снова. Давайте. 1991 года они захватили Грозненский горисполком. На самом деле это было очень жестоко. Слушайте, все очень жестоко захватили. Там погибли очень внимательно, например, пожалуйста. Абсолютно трагическая ситуация. Они выкинули в окно председателя Грозненского горисполкома Виталия Куценко. Потом еще так нагло с усмешечками утверждали. Виталий Куценко – это один из самых таких отъявленных мерзавцев, который был на чеченской земле и который выступал против стремления народа на свою независимость. Вроде какого-нибудь Милова он был бы, если Милов сейчас там оказался. И очень много плохого сделал чеченскому народу именно этот Виталий Куценко. Но несмотря на это, чеченцы не убили его. И этот Виталий для того, чтобы сбежать, чтобы попытаться сбежать, когда народ пришел и начали требовать, испугался и попытался сбежать. Вместо того, чтобы выйти народу и объяснить все, что он о нем думает и как он видит будущее. Пытался сбежать через окно и, к большому сожалению, упал и разбился насмерть. А было бы хорошо, если бы его судили, конечно. Вообще нужно было всех остальных тоже судить. Но случилось то, что случилось. Утверждали, что это он сам выбросился, хотя совершенно очевидно. Там Куценко был не единственный погибший во время этого штурма. В этом штурме, так называемом штурме, да, когда народ захватил это здание, Верховный Совет Чечено-Ингушской Республики, погиб только Игорь Куценко или Виталий Куценко. То есть в Чечне не было законного объявления о независимости избранным парламентом, не было никакого референдума. Там был захват. А теперь, смотрите, день бандитизма и терроризма и произвола. 10 лет начала новейшей истории. Вы сейчас только что услышали, и можно уже сделать вывод, что
у нас там бушевали разные фашисты и террористы. Давайте покажу вам про этих бандитов, фашистов и террористов, чтобы не быть голословным. Мы мирный народ. Кстати, мирный народ, мы не хотим воевать. Но, однако же, если Ельцин это делает, если он это хочет с нами, мы вполне отвечаем за свой рост, за землю, за наших братьев, за полностью чеченский народ, за наших матерей. Будем сражаться до конца, до единой капли крови. Вот мое слово. Это мнение народа, полностью мнение народа, не то, что у меня. Мое мнение одно. Полный суверенитет нашей государства, и все. У меня больше нечего говорить. Я за народ. За простой народ. Мы трудимся и будем трудиться на благо нашего государства. И поддерживаем выборы президента. Обратите внимание, как встречают Джохара Дудаева. Вы когда-нибудь видели, чтобы бандита-террориста, захватившего власть, вот так встречали аплодисментами? Когда дальше, я вам дальше смотрите. А это банда Дудаева. Это самые такие отъявленные головорезы Дудаева. Все государственные атрибуты государственные есть. Гимн, флаг, выборы прошли. И вот эти видео в огромном количестве есть в интернете. Милов уже с 72-го года рождения, уже полтинник человеку скоро, прекрасно помнит эти события. И хватает так нагло по-фашистски врать, просто хочется плюнуть в лицо. Вот бандиты, головорезы Дудаева. Видите, с кинжалами стоят. Асина чао, асьёя, дела, халка, наам кожила, сонате. Аллах, амин. Так, это инаугурация нашего президента, нашего любимого первого президента Джохара Мусаевича, которого фашист из банды Навального и Путина Милов назвал бандитом. Давайте продолжим смотреть дальше Милова. Потом он это много раз говорит, там нарратив за нарративом идет, что это бандиты, что там не соблюдались правовые нормы там, и так далее, и так далее. И он это много раз говорит. Поэтому я буду еще раз возвращаться, я вам покажу миллионный митинг чеченцев, которые вышли поддержать своего президента и путь на свободу и независимость и демократию. И много чего интересного. За тот миллион, среди миллионного населения чеченцев, которые русские никак не могут собрать с развала Советского Союза, и больше у них не было таких больших крупных митингов. Навальный при всей поддержке оболваненного Запада и Америки, я не знаю, при всех средствах, которые в него вливаются, не может десятки тысяч собрать людей. Это борец, так называемый. В Грозном, по сути дела, вооруженной бандой Дудаева, которая уже тогда начала
превращаться вот в нечто, что мы потом увидим вот в лице вот этих всех известных чеченских террористов и боевиков, которые... Вот смотрите, показывает танцующих зикр, делающих зикр людей, это религиозный такой боевой танец, на нем показывают это и рассказывает нам, что это бандиты Дудаева. Милов, вот большего мерзавца, ну, наверное, Путин только, чем ты. В том числе организовывали теракты у нас. Так вот, по сути дела, власть в Москве, ну, ей было настолько не до этого. Она вот принимала на себя командование в условиях развалившегося по факту СССР и выясняла отношения с Горбачевым, которые оставались последние месяцы, с союзным центром. Ну, там какая-то Чечня. То есть реакция была такая, что да, вот туда кого-то послали исследовать, но, в общем, российской федеральной власти было в тот момент, к сожалению, не до этого. Дудаев это прекрасно знал, он этим воспользовался, и 27 октября он провел в Чечне так называемые выборы президента, так называемые, хотя там присутствовали... Если бы это говорил бы какой-нибудь там, я не знаю, немец, говорил бы какой-нибудь англичанин, американец или француз, я бы понял бы, если бы его выборы, ну, хотя наши выборы были идеальны, но если бы он говорил бы так называемые выборы, то я бы понял бы этого француза, немца или англичанина, потому что они на самом деле тут проводят честные выборы. Может быть, какие-то нарушения имеются, но в целом это отлично работающая система. И, ну, когда это говорит товарищ Милов, который является пособником убийц своего русского народа, это вызывает, ну, просто негодование. Чья бы мычала, как говорится, чья мычала, но не твоя, да, как там по-русски-то, тебе точно, Милов, сюда лезть не нужно. Такие вещи тебе позор просто говорить. И вот наблюдатели, например, из ряда бывших союзных республик, например, прибалтийских, да, и вообще вот, поскольку есть такая традиция борьбы с колониальной московской метрополией, там всегда симпатизировали Дудаеву, там в Прибалтике, в Польше есть какие-то улицы. Обратили внимание, Прибалтику он говорит. Прибалтика только фашисты говорят. Милов прекрасно знает, что это страны Балтии, никакая это не Прибалтика, не при их Балтии, это какие-то маленькие там государства, это страны Балтии. И уважения у этих фашистов нет, но он постоянно пытается усидеть на двух стульях, не проявлять им подчеркнуто, пробовать где-то не проявить уважение и одновременно быть таким демократом, другом и таким хорошим человеком. Не так, далеко не так. Улицы, названные его именем, там какие-то даже где-то бюсты, памятники и так далее. Я этих всех симпатий к Дудаеву не разделяю, сейчас об этом поговорим чуть попозже, но они тогда рассматривали все это как вот часть общей борьбы против, значит, Московской империи, прислали туда наблюдателей, наблюдатели сказали, что вроде как выборы были нормальные. Вот так, смотрите, прислали наблюдатели, только что он признался, что все-таки были наблюдатели, а реально на выборах президента Дудаева были международные наблюдатели, которые признали эти выборы состоявшимися. И только Россия делала так, что, которая сама пыталась там помешать этим выборам, внести там разную сумятицу в эти выборы. Только Россия начала говорить, что эти выборы не признаются. Хотя потом долгое время с Дудаевым контактировали и признавали и Дудаева президентом, и Чечню государством независимым. Но так или нет, мы это не знаем. Не знаю, не знаю, там были наблюдатели, которые признали, но он не знает. Вот не знает, потому что там не было Чурова, наверное, да, волшебника Чурова не было. Поэтому он не знает. Или кто у вас сейчас там новая, которая сидит? Может, с ней связано, да? Ясно все с вами. Что мы знаем? Что Дудаев был единственный кандидат. Каких-то альтернативного голосования какого-то там не было. Альтернативного голосования не было. Дудаев набрал 72%. Для того, чтобы снова не быть голословным, я вам расскажу, как русские сами признавали тогда
Дудаева президентом, выборы эти президентские, Дудаев набрал 72%. И в конце 91 года, буквально через несколько месяцев, приехала съемочная группа советского телевидения. Ей было такое телевидение, если вы помните, советское телевидение, Гостелерадиофонд России. Сейчас это есть такой канал на Ютубе. И давайте посмотрим буквально 2-3 минутки, о чем они говорят. Хотя надо бы, конечно, слушать и смотреть это все. Но так как было мало времени подготовиться, и это займет очень много времени, всю ложь опровергать Милова, подробно все, я просто основные вещи вам буду только говорить. Вот смотрите. Так, чтобы было видно, что это за канал, я вам покажу. Советское телевидение. Гостелерадиофонд России. 9 марта 2021 года. Вот месяц назад залито это видео. Внимание. Кавказ, Грозный, декабрь 91-го. Ехали сюда с опаской. По Москве ходили слухи, что Дудаев выпустил бандитов из тюрьмы, грабят, режут. Центральная площадь. Здесь ночевала колонна грузовиков с турецким сахаром. Утром она и притормозила движение. Из окна гостиницы кажется все спокойно. Даже не верится, что всего несколько дней назад здесь бушевали такие страсти. Давайте посмотрим на банду Дудаева. На банду Дудаева, смотрите. Там и женщины, и мужчины. Там еще другие бандиты, которые все не смогли прийти на эту площадь в тот день. Они пошли в садик, в школу, в детский сад, поэтому они остались дома. Остальные бандиты почти все на этой площади. Война, война. Это надо крупный план. Вот, смотри. Известная хроника событий. Смотрите, сколько много этих бандитов у Дудаева. 3 месяца днем и ночью люди стояли на площади, и звучала песня о войнах. 3 месяца. Это, говорит, советское телевидение. Товарищ Милов, обрати внимание. Мы народ. Уже 19 августа они протестовали против путча в Москве, хотя власти в тот момент лавировали и выжидали. 15 сентября площадь добилась распуска Верховного Совета Республики. 8 октября. Еще раз. Площадь добилась распуска Верховного Совета. Никакого захвата бандой Дудаева не было. Об этом говорит в то время советское телевидение. Если бы это было не так, они бы 100% сказали бы. Но тут они сами находятся на месте, рассказывают, что 3 месяца эти люди не уходили с этой площади и добились этого. Это те 3 месяца, даже те 3 дня, которые Милов со своим Навальным не смогли провести на улицах Москвы. Хотя бы 3 дня выстоять. Быстренько потусоваться, быстренько выпустить пар и разбежались. Вот задача Милова и других бандитов. И тем американцам, тем западным силам, которые рассчитывают, что вот с этими силами можно будет сделать что-либо в России, я уверяю, что это не так. Вот Милов один из них, который будет саботировать, спускать в свисток все усилия, которые будут прилагать американцы, западные страны, другие, кто пытается как-то наладить нормальное, уважительное решение существования вот этого российского недогосударства. Объединенный конгресс чеченского народа объявил себя высшей властью. 27 октября Чечня выбрала свой парламент и президента. Провозглашена независимость. Вот. Милов говорит, что не было никакой процедуры. 27 октября был выбран парламент и президент. Еще вопросы. После этого провозглашается независимость на основании декларации о суверенитете, которая была принята Верховным Советом, реальным действующим советским органом о суверенитете Чеченской Республики.
какие юридические вопросы, кроме имперско-фашистских вопросов, к нам могут быть? Стоят люди, есть видеозаписи. Это не только у русских есть это видеозаписи. Эти записи есть у CNN, у всех американских, у всех европейских ведущих изданий того времени, которые бывали, наблюдали, все это фиксировали. Были наблюдатели с десятков стран, в том числе стран Балтии были, которым не верит Милов. Ну, верит, наверное, своему Чурову. 8 ноября Москва Вот объявила бандиты грозное Дудаева, чрезвычайное смотрите. положение. В ночь на 9 ноября президент был приведен к присяге. Это вам демонстрация чисто то, что говорили советские, да, того периода времени. Возвращаемся к Милову. Надеюсь, у вас хватит сил досмотреть. Вы понимаете, да, когда у нас проходят безальтернативные выборы. Это вот была похожая история потом в среднеазиатских республиках, где тоже вот в декабре прошли. Нет уж, неуважаемый товарищ Милов. Похожей ситуации в Казахстане не было. Здесь стоит отметить на самом деле, в Советском Союзе был большой запрос людей, но на свободу, на демократизацию. Люди устали слушать ложь, тоннами лжи. Вместо того, чтобы в холодильнике открыть что-то увидеть, они по телевизору видели ложь и обман. И когда открывался холодильник, там было пусто и совсем было по-другому. Мир начал уже покорять космос, создавались технологии, люди развивались, уважались права людей. Но в России, в Советском Союзе этого не было. И люди пытались освободиться. Это был огромнейший запрос. Люди просто устали жить в этом совке, в этой тюрьме народов. И тогда коммунисты, КГБшники, которые находились у власти, попытались сделать такое управляемый распуск Советского Союза. Те люди, которые находились в руководственных должностях, это в основном были руководители, председатели КГБ своих союзных республик или рядом с этими людьми, которые их креативы, их номенклатурная вот эта часть, которая в Чечне была разогнана, они попытались захватить. И некоторым реально удалось. Таким как Ельцин, да, Назарбаев, Алиев, Гайдар был такой отец Ильхама Алиева, Шеварднадзе, ну и некоторые вот эти азиатские республики, которые тоже сохранились, вот эти КГБшники у власти. Но странам Балтии удалось, например, Грузии, то же самое не удалось Армении. Сейчас в последнее время она что-то там пытается делать. В Грузии, например, был такой человек, как Гамсахурдия, президент Грузии Гамсахурдия, друг нашего президента Джохара Дудаева. И у них была большая борьба. В конце концов, в этой борьбе погиб сам президент Гамсахурдия. То же самое было в Украине. Процессы все по-разному шли. Но некоторые реально пытались возглавить вот это национальное движение за свободу. Вот эти КГБшники пытались возглавить это. Некоторые реально были настоящими, как в странах Балтии, например, возьмем, или в Чеченской Республике. Поэтому более корректно будет сравнивать не с Казахстаном или тем более с Россией, а будет корректно сравнивать, вернее, более точно сравнение со странами Балтии, например, с той же Литвой, которая в силу многих обстоятельств удалось им вырваться из этого плена российской тюрьмы народов и получить свою независимость. Чеченцам же не удалось так сделать. В силу разных причин. Россия, может, больше усилий прилагала за близость, родство стран Балтии с западными странами.
скандинавскими странами. Им вот удалось это сделать. Нам это не удалось. И я считаю, война против Чеченской Республики Ичкерия, вернее, та мина, которая была заложена к началу войны 1994 года, 11 декабря, 26 ноября, когда русские уже открыто своих солдат послали, мы их задержали, и мы предъявили доказательства миру, что Россия это делает, а не какая-то не оппозиция, как они говорили. Как то же самое они сейчас говорили там про Крым или там на Донецк, Луганск, где они тоже вот используют вот эти же методы, там типа оппозиция там и так далее, и так далее. То же самое было и в Чеченской Республике. Была оппозиция так называемая, да, которая пыталась войти в тело, политическое тело Чеченской Республики, и там заседала на Теречном районе, потом они захватили Урус-Мартан, была большая мощная пропаганда, велась охота на Дудаева, на его окружение, совершались террористические акты, нападения, обстрелы. Вот это все делала Россия. Но мина к самой вот этой войне, юридическое обоснование началу этой войны было заложено в Конституции Российской Федерации. То есть 12 декабря 1993 года. Об этом я еще буду говорить, но стоит отметить, что никогда фашистская Россия не станет нормальной страной, если она изначально в свою Конституцию закладывает войну. Потом это будет Грузия, потом это будет Украина и так далее. Ну, об этом я тоже буду рассказывать потихонечку, и еще много чего нам предстоит увидеть. Выборы президента Казахстана, где Назарбаев был единственным кандидатом и получил там 90 с лишним процентов голосов. Вот ну, абсолютнейшая ложь, абсолютнейшая. Вот приблизительно он Назарбаева мог бы сравнить с Путиным, который там имитирует выборы, там как участник вот этой процессии наблюдательской за этими выборами. Я могу сказать, что это полная профанация, ложь, фальсификация и обман, который делает Россия. Вот именно этим можно было бы сравнить с Нурсултаном Назарбаевым. Да, ситуация была похожа. Но вот организовать просто даже нормальное голосование в Чечне там было просто некому. То есть там не функционировали вот эти избирательные структуры. Федеральный центр в этом не участвовал. Насколько вот вся эта дудаевская кампания, которая захватила власть там чуть меньше 2 месяцев до этого. Так, я вам тогда сейчас покажу дудаевскую кампанию, чтобы не быть голословным. Нужно показать дудаевскую кампанию. Давайте тому видео, где Дудаев вступает в инаугурацию. Вот, посмотрите, как встречают президента чеченцы. Мы здесь для чего собрались? Для того, чтобы свой народ защищать, и мы будем до конца его защищать. Так, ребят? Да. Умереть надо. Да. Умереть так, всем умереть. Жить так, всем жить. Да. Здесь есть у нас ребята русские есть. Вот, смотрите, рядом стоят русские. Вот этот стоит парень русский. Вот это сослуживцы. О каком ущемлении русских может быть, если в вооруженных силах Чеченской Республики служат русские? Армяне есть, грузины есть, даже есть парень из Турции здесь. Здесь интернациональные, понимаете? Мы не ущемляем никого права, ни русские, ни никого. А теперь посмотрите это видео, это продолжение этого же видео. Джохар Дудаев разговаривает с министром обороны СССР Шапошниковым. Внимание, это бандит, захвативший власть,
да, товарищ Милов, получается, который разговаривает с вашим министром обороны, да, или с советским министром обороны. Тогда он всех наших тогда был какое-то время. Посмотрите, будет очень интересно увидеть, как с бандитом разговаривает ваш министр обороны. Министр обороны. Идет, слышите? Все в порядке, салютует, Ичкерия. У нас полная гармония уже давно. Мы уже хорошо с друг другом знакомы. Наши женщины, сестры, матеря кормят ребят. Никаких у нас между военными. Речь идет о военных, которые находятся в тот период, на тот еще момент. В 1992 году только будут выведены войска из Чеченской Республики, советские, уже российские войска, в июне месяце. И до этого год с момента избрания президента, независимости, даже больше этого периода времени наших вот этих процессов, ни нападений, ни убийств на военнослужащих советской и российской армии не происходит. И Джохар Дудаев рассказывает министру обороны, что их кормят, что их чеченские женщины носят им еду и кормят их. И все у них отлично. Никакого беспредела, никакого криминала нет. Никаких конфликтов нет. Присягу принял, автоматные очереди, вот уже 3-й час. Мирный, салютующий. Нет, спасибо, всего доброго. Вот, поговорил с министром обороны. Милов, посмотри. Спасибо, Зверь. Теперь Джохар Дудаев говорит с президентом Грузии. Это бандит, захвативший власть. Ему звонит и поздравляет его с этим президент Грузии, Зviad Gamsakhurdия. Я чувствую, и мы все чувствуем братскую руку Грузии. Ваши прибыли вовремя, по телевидению выступили, все время рядом с нами. 1 миллион чеченцев стоит вот здесь на площади. Вот, самые опасные бандиты Дудаева. Вот, смотрите. Стрельба идет мирная. Это Милов, вот этих людей, вот нас всех, вот этот подонок и фашист называет. Именно после того, как они нас называют бандитами, террористами, нас начинают уже убивать их военные. Вот о чем речь идет. Вот главные зачинщики этой войны, это эти пропагандисты и политические авантюристы, которые находятся у власти или около власти, которые пытаются сейчас захватить власть в России. Нам Навальный, Овальный, нам эта погода не сделает. Вот мы видим из команды Овального четко рассказывают, что вот эти женщины являются бандой Дудаева. Только что говорил с министром обороны СССР Шапошником. Но мы старые приятели, беспокоятся за свои войска, чтобы здесь них тронули. Но я скажу, комендантский час, я думаю, в Москве будет, а у нас праздник. Вот, пойдемте дальше послушаем Милова. Могла организовать нормальный избирательный процесс, ну, как отвечайте сами, мое мнение здесь очевидно. Это было невозможно. То есть там нужны были нормальные голосования, нормальные выборы под международным наблюдением. Их не было, более того, и альтернативы Дудаева не было, хотя, как мы скоро выясним, там была большая антидудаевская оппозиция, которая выступала совсем другими идеями, ее там потом разогнали. Да. Здесь просто можно на каждом случае останавливаться и каждый случай комментировать. Вы сейчас видите предъявитель всего гражданина, это Авизо, это бланк Авиза, Гайтукаев Лом Али Ахмедович. Обычная чеченская фамилия, имя, отчество, да, 58-го года рождения, ЧССР и так далее, и так далее. Но, к несчастью Милова, я лично был знаком с Гайтукаевым Лом Али Ахмедовичем, который живет в соседнем населенном пункте, родом с соседнего населенного пункта, откуда родом являюсь я, с Ачхой-Мартана он.
Гайтукаев. И он был таким доверенным человеком префекта Ачуй-Мартановского района, работавшего на Россию, соответственно, Шамиля Бураева. Но, чтобы вы тоже знали, кто такой Гайтукаев, я вам покажу, кто занимался Гайтукаев, Шамиль Бураев. Это люди, которые работали на Россию. Это российские чиновники, секретные агенты, ну и кто они там были. Но именно они занимались, вот такие люди, как Гайтукаев, занимались вот этими авизо, фальшивыми вот этими так называемыми чеченскими авизо. На канале Татьяны Рубцовой, там очень подробно она разбирает этот момент с одним историком, бизнесменом, который из вот этих российских этих кругов. И также у Курочкиных есть на канале, тоже вот эта тема обсуждаются. Но мы про фальшивое авизо поговорим отдельно. Я вам сейчас покажу вот это видео. Это видео Европа Ньюс, 9 июня 2014 года. Вот, чтобы не быть голословным, посмотрите. Убийство Политковской, пожизненные сроки. Внимание. Кто такой Гайтукаев? Мосгорсуд приговорил к пожизненным срокам заключения в колонии особого режима Рустама Махмудова и его дядю Ломали Гайтукаева. Вот, это тот самый Ломали Гайтукаев, который у нас в Катырюрте, в соседних регионах был известен тем, что он занимался вот этим фальшивым авизо. Он получил пожизненный срок и недавно скончался в российской тюрьме, как нам сообщили, пожизненный срок за убийство Анны Степановны Политковской, которая боролась и отдала свою жизнь в борьбе за права чеченцев и русских. Потому что теперь мы видим, что вся вот эта гниль, грязь, убийцы и преступники вернулись в Россию. Присяжные ранее признали их исполнителем преступления и организатором убийства журналистки Анны Политковской в октябре 2006-го. Их сообщники, братья Джибраил и Ибрагим Махмудова, а также Сергей Хаджикурбанов, получили 14, 12 и 20 лет строгого режима, соответственно. Что касается заказчиков этого убийства, то... Это самый интересный момент. Никто так и не узнал, кто является заказчиком. Как не узнал, кто был заказчиком убийства Немцова. Это как в том старом анекдоте про, я уже приводил этот пример, про жену соседа и там, мужа, который не мог никак найти убедительные доказательства нарушений супружеского кодекса женой. Следствие продолжает активную работу по их установлению. Но, к сожалению, многое зависит от... Многое зависит и так далее. Говорит, из-за Запада мы не получили и не знаем, кто заказчик. Значит, Запад должен был им сказать, что Путин есть заказчик убийства Анны Политковской. Ну, пойдемте дальше. Был такой недемократический захват власти, который Москва просто проспала из-за того, что была занята вот последними месяцами распада Союза и выяснением... Еще раз. Только что он говорит, что был недемократический захват власти. Демократия – это народовластие. Только что, я не буду вновь вам показывать, только что вы увидели 1 миллион человек на площади. Женщины, старики, мужчины, молодые, все там присутствуют. И вот Милов нагло, абсолютно нагло, также нагло этот Милов врет на радио «Свобода», куда его очень часто приглашают. Вот почему такого фашиста-имперца так часто приглашают на радио «Свобода»? Что там такая за политика? Приглашать всех преступников и всех лжецов, что ли? Приглашайте тогда и Путина, что ж стесняться-то? Может, не идет он к вам просто на радио «Свобода»? О отношении с союзным центром. Все это очень осложняло вообще любой подход к разрешению этой ситуации, потому что, одно дело, когда вам приходится разговаривать с какой-то местной легитимной властью, вот избранной народом. С другой стороны, когда вы видите вот такой бандитский захват.
Вот, здесь очень важно обратить внимание. Сейчас он говорит, одно дело говорить с одним, и вот бандитский захват. Потом он уже будет говорить, что вот, ну ладно, с Дудаевым можно было говорить, но когда его убили уже, то все уже были бандиты, и уже нельзя было говорить. И нужно было говорить, тогда с Дудаевым он говорит. А сейчас он тут рассказывает, что ну как можно говорить с Дудаевым, причем опять же законно избран. Это только в фантазиях Милова и КГБ Дудаев был незаконным. Как, впрочем, и Украина незаконная, как, впрочем, и Грузия незаконная, и как, впрочем, любое государство, которое они захотят уничтожить. И ничем Владимир Милов не отличается ни от своего нынешнего шефа, фашиста Навального, также и от своего шефа, в целом шефа и Навального, и его Путина. Такая же имперская, просто фашистская гнида. Вот я могу сказать. Милов имперская фашистская гнида. С убийством каких-то действительно легитимных избранных официальных лиц, как вот я говорил, главу Грозненского горисполкома. Главу Грозненского горсовета Куценко, который сам, пытаясь бежать, упал и разбился. При этом он забывает, что в его стране, вот этой нелегитимной, которая не удосуживалась снизойти до Джохара Дудаева, вести с ним переговоры, так как он убил Куценко, причем лично, его власть, которая травит, взрывает, убивает, вот она не могла не зайти до Дудаева, потому что вот он незаконно захватил власть. Недемократическим способом, как он говорит, хотя, как мы видим, площадь 3 месяца была забита людьми. Вот и все. Куценко, которого из окна выбросили, да, ну, это формирует как бы заведомо другое отношение. Очень сложно с такими бандитами, захватившими власть, разговаривать. Тем более, что за последующие годы, вот что еще усугубило ситуацию, Чечня превратилась в реальную такую серьезную зону беззакония. То есть, там фактически не действовало российское законодательство. Это была такая бандитская, пиратская республика. Они открыто вот занимались тем, что зарабатывали на похищениях людей. Прошу заметить, Джохар Дудаев и то время, вот этот захват людей, как он говорит, похищение людей, это было потом, после первой русско-чеченской войны, между первой и второй русско-чеченской войны. И при помощи, опять же, российских спецслужб это все делалось. Но тогда Дудаева в этом не обвиняли. И нагло, абсолютно нагло, на голубом глазу Милов рассказывает, что тогда была зона беззакония, похищались люди. Мерзавец. Ну, потом он быстро перепрыгивает с этой темы и говорит, что вот фальшивый авизо. Да, в то время Дудаева, да, фальшивое авизо, это вот вешалось на Дудаева и так далее. Только что я вам показал, кто основные были эти исполнители и чью подпись они сами продемонстрировали. Как говорится, в Коране явилась истина и сгинула ложь. Воистину, ложь обречена на погибель. Он показал человека, который работает на подпись, имя, фамилию Гайтукаева, который тогда реально гремел, о нем все говорили, писали о нем, потому что нужно было как-то списать это на чеченцев, и вот списывалось вот через вот таких своих агентов, вроде Ломали Гайтукаева, который реально завозил эти деньги, конечно же, делясь, огромная часть оставляя в Москве, и там делясь с остальными там своими подельниками. И этот Гайтукаев оказался убийцей, обвинен и получил пожизненный срок за убийство Анны Политковской. Но этот момент Милов упускает из виду. Была вот эта известнейшая история с чеченскими авиза. То есть, это что? Поскольку Чечня формально как бы считалась территорией России, да, то там фактически вот местные... Но они все... Все, я перемотаю. Здесь давайте поговорим про русское население, которое говорит, чтобы не все смотреть, надо чуть-чуть перелистывать, потому что вот один и тот же бред очень много повторяет, он хочет вдолбить просто людям в голову. И, видимо, это так долго делается, чтобы это было трудно опровергнуть там, или там разбивать на куски каждое его вот это бредятину его. Мне пришлось это сделать, чтобы попытаться донести до людей правду.
Вот смотрите, что говорит Милов про русское население, которое мы загеноцидили. Подверглись гонениям и были вынуждены очень быстро уехать. То есть это была такая территория. Это Милов в этот раз говорит, что вы подверглись гонениям и были вынуждены уехать. Более такую вегетарианскую версию, которую они используют иногда. Так, вообще-то, Альфред Кох, который его друг, коллега, уничтожитель свободы слова в России, который в Европе, в Германии, он рассказывал, что там до 1 миллиона человек мы там загеноцидили там, и так далее, и так далее. Там сотни тысяч убито, десятки тысяч массовых убийств там совершалось и так далее. Ну, такие ужасы просто. Но на это я им всегда задавал вопрос: пожалуйста, покажите хоть одно видео и фото свидетельства вот этого геноцида, убийства по национальному там признаку, например, русских убивали. Или же, если нет фото-видео, там все очень засекречивалось, пожалуйста, территория находится под вашей оккупацией, вы можете ее контролировать полностью. Покажите хоть одно массовое захоронение вот этих людей. Не показывают. Но они есть, эти массовые захоронения. Но эти массовые захоронения, товарищ Милов, для тебя лично скажу, они были организованы после налета вашей авиации, вашей артиллерии. Вот, и эти тела, которые погибли, они убиты не зарезаны ножом, не выстрелом в затылок, там еще как-то там. Вы любите там убивать. Нет, они убиты от осколков в основном. Расстреляны, в основном погибли от осколков бомб и снарядов. Поэтому Милов нам рассказывает такую вегетарианскую версию. Но мы вернемся к тому, чтобы не быть опять же голословным. Мы вернемся к одному видео. Это видео я, наверное, сделал лет 5-6 назад. Я вам ранее говорил, у меня был такой канал Леон Хилл. Мне его сносили, на меня писали жалобы там и так далее. Я снова и снова его создавал. И все видео, которые я там делал, сохранились. Ну, я не один их делал. Не все, то есть, видео делал я. Но большая часть, конечно, эти видео мои. Вот это видео именно мое. Оно оказалось на канале Сулима Юнусова. И я его с удовольствием вам сейчас его продемонстрирую. На этом видео вы увидите русских, которые хотели бы, наверное, что-то сейчас сказать Милову. Наших граждан. Опять же, сказать нужно тоже, объективность важна в нашем деле. Много русских уезжало, реально, и это правда. Уезжали, потому что многие из них были колонистами, в отличие, например, от Грузии, там, других республик. Мы нам куда заселяли русских, это все русские, которые оказались у нас после того, как нас в 1944-м до единого вычистили с республики, а тот, кто оказал сопротивление, были массово убиты. Об этом есть огромное количество документальных подтверждений, свидетельских показаний. И в 2004 году Европарламент признал геноцид под видом депортации 1944 года как таковым геноцидом. Есть резолюция Европарламента по этому поводу. Но сейчас не об этом, сейчас послушаем, что говорят наши с вами сограждане, русские граждане Чеченской Республики Ичкерия. Женщин наших, вот как они называются, русскоязычное, что ли, население, от имени этих женщин я прошу, если только это дойдет до Ельцина, или до Грачева, или до Черномырдина, я хочу сказать им, что мы живем в мире, никто никого не трогает, никто никого не выселяет, и не надо нас эвакуировать, и не надо депортировать. Мы как жили на чеченской земле, так и будем жить. И вот эту всякую ерунду, которую они говорят, что нас выселяют, квартиры выкидывают, туда-сюда, это все неправда. Вот здесь русских женщин, наверное, больше, чем чеченок. Вот здесь стоят русские женщины, стоят. Я, например, никогда. Я живу чеченцем даже больше 20 лет. Кусок хлеба, у меня подруга чеченка, мы кусок хлеба с ней делим. У нее горе, я к ней беру. У меня горе, я к ней беру.
Мы не различаем. Я русская, она чеченка. Я не знаю, что нужно вот этим провокациям. Они по телевизору передают, что русских детей за руки берут, выбрасывают через окна. Это неправда. Брать телевизорами, делать баррикады. Тебя мама научила бы такое, а? И когда тебе приходишь, говоришь, мальчик, не трогай, пожалуйста. Возьми сколько... А что вам лучше, баррикады или жизнь с телевизором? Она уже и так ее нет. Ее и так не было уже. А до войны что было? До войны, по крайней мере, мы жили намного лучше, чем сейчас вот мы живем. И неизвестно, как... Мне выходить через южные коридоры уже невозможно было выйти, потому что вот у меня мать больная на руках, диабетчик тяжелый, ей 80 лет. Была гололедка, снайперы на крышах сидели, темнота, и до этих южных коридоров надо было 30 километров идти пешком. Как мы должны были выходить? То есть фактически не было физической возможности? Да не было никакой возможности, никакой. Причем это дикая формулировка, вы меня извините, меры по наведению конституционного порядка. Это что такое? Кто сказал, что это будет война, причем такая война, какой еще не было? Это же буквально убийство, убийство. Вы прекрасно понимаете, что жить мы здесь не сможем, потому что наше жилье разбито, квартиры наши ограбили, солдаты, все разбито, развалено, я не знаю, это какое-то варварство, мебель сломана, так там, где не было необходимости этого делать, понимаете? То есть, такое впечатление, что какая-то лавина налетела, все изломала, все изорвала, все истоптала. Мы надеялись, что нас будут защищать, а фактически мы двое суток сидели в подвале и боялись носа показать, потому что никому мы не нужны. И вот только благодаря ребятам штабным мы хоть узнали, что вообще происходит, потому что никто ничего не знает, понимаете, полная неразбериха, вот такая каша. Солдаты не знают, кому они подчиняются, потому что командира убила, они никому не нужны, они не знают, что им делать. Мы ведь сами бегаем, отстреливаемся от кого-то. И все. Русских здесь очень много, здесь больше 100 тысяч русских. И получается так, что нас всех со счетов списали. Вот мы никого... Да, здесь стоит отметить, что Милов только что нам рассказал, что русских осталось 40 тысяч в Чеченской Республике. Вот эта женщина говорит, что их только в Грозном около 100 тысяч. А у нас еще в других регионах, в других районах жили русские. Не нужны, понимаете, вот с самого начала ситуация была такая, мы пытались выехать 2 года. Служба миграции нам ни грамма не помогла, ничем, они только палки в колеса оставляли, палки. Единственное, что мы успели, это детей отсюда вывезти, когда уже было ясно, что здесь заваливается каша, мы успели отсюда детей вывезти. Многие жители сидят в подвалах без света, без газа, без воды, голодают. Многие родственники у нас там остались. Никак выехать невозможно, бомбят по домам. Населения еще много в Грозном? Населения очень много, в основном русскоязычное население. Сидят все по домам, все разбито. Если остались там подвалы какие-то, то вот по подвалам все прячутся как кошки и все. А сверху бомбят или стреляют? Бомбят, вот. 6 дней назад нас вот побомбили. Сегодня вот мы сейчас только вылетали, сегодня был налет. Бомбили, мы видели, что по заводам бомбили. Бабушку убила. А когда это случилось? Опа. Это хуже фашистов, твари. Я их не вот этот Ельцин. Хуже фашистов. Имели работу, имели жизнь. Это все русские говорят. Это видео есть на канале Сулима Юнусова. Вы там можете посмотреть это видео. Ну, вернемся к Милову. Так вот, русские, да, действительно уезжали из нашей республики, потому что они были колонистами по большей части и очень опасались, что вот к ним будут какие-то там репрессии. Причем, как мы сейчас это видим в Украине, то же самое происходило, накручивание со стороны России, что чеченцы там вырезают там, и так далее. Мы жили в Грозном тогда, и нам нам по телевизору рассказывали, что вот в соседнем районе, там, в соседнем месте убиты, там, это сделано, то сделано. Мы ничего не слышали. Мы, в отличие от сегодняшнего времени, не имели интернета, постоянно общались, такие чеченцы очень коммуникабельный народ сам по себе, и мы молодые еще были и бегали
во дворах, везде со всеми общались и никогда не слышали, что вот таких массовых, хотя случаи, конечно, бывали, но больше это было вот похоже на распятого мальчика в Украине. Вот такие истории были. И русские, да, боялись, запускались внутри Чечни эти слухи, что вот и пытались уехать всячески. Были провокаторы, были чеченцы, которые, пользуясь случаем, пытались криминализированные элементы в чеченском обществе. Такие тоже имелись, да, но это не уходило за рамки какого-то общедопустимой нормы, которая есть в любом обществе. Да. Не то, что можно это назвать нормой, конечно, но таким стабильным показателем вот, преступного элемента в любом обществе, которое имеется. И самое интересное, вот Милов нам рассказывает, что он там про ущемленных там десятки тысяч уехавших там русских, там сотни тысяч уехавших русских. При всем при этом он забывает рассказать о тех русских, которых убили. Они не уехали, они не остались живы, их вы убили. Вы их убили десятками тысяч. Первый вот этот штурм начала этой войны, в основном ведь погибли русские, потому что чеченцы разъехались по своим родственникам, но большая часть оставалась бабушек, дедушек, которые рассчитывали, что вы на самом деле какой-то там несете конституционный порядок, и что вот сейчас многие в душе хотели, ватники так называемые, не хотели уезжать в Россию, а хотели, чтобы русский мир пришел сюда. Такие тоже были. И их не убивали, не трогали. Такие случаи были и у меня по соседству, и у других, потому что все вокруг были русские. В Грозном, но подавляющее большинство были русские, вот, кто жили. И поэтому очень много погибло русских. И не хватает лицемерия, наглости, убив столько людей, Милову рассказывать, что вот как-то они из-за того, что угнетение русских там было, рассказывать нам вот эти байки и сказки. Еще очень важный момент, который тоже обязательно всегда нужно напоминать и говорить. Из-за того, что русские очень много говорили о том, что идет геноцид русских, некоторые преступления совершались, им придавались такой национальный окрас антирусских. Чаще всего это действовали, конечно, агентура российская, но когда это происходило, русские придавали этому большую, Россия имеется в виду, придавала большое этому значение, и Дудаев вынужден был создать специальную комиссию по защите русскоязычного населения в Чеченской Республике. Специально были выделены люди, специальные следственные органы занимались именно расследованием по ним, потому что Россия вела вот эту пропаганду и реально вот эту преступную свою деятельность. Что в принципе нарушало Конституцию Чеченской Республики, и Джохар Дудаев, выйдя за полномочия, свои президентские полномочия, нарушение Конституции, где все граждане Чеченской Республики равны, дал русским, русскоязычным, больше прав, чем другим, то есть там, для защиты. Но это была экстренная мера, необходимая мера, раз Джохар принял такое решение, мы нисколько по этому поводу не возражаем, и нарушение, которое может считаться это, ну, нисколько не возмущены по этому поводу. Наоборот, мы считаем, что наши русские, граждане нашей республики, которые желают свободной, независимой нашей страны, то они имеют полные права, и мы их обязаны защищать так же, как мы защищали бы любого чеченца или любого другого человека, который проживал бы на нашей территории, проживал, являлся или гражданином, или просто проживал, так как находился в юрисдикции чеченского государства. Ну, давайте вернемся к товарищу Милову. Территория беззакония, где начался еще вот этот вот вооруженный и исламистский элемент, который откровенно
Исламистский, вот он хочет привязать этот. Никакого исламистского элемента не было. Мы мусульмане. Мы ими останемся до конца существования земли. Мы ими будем всегда. И если мы говорим там слава Аллаху или там Аллах Акбар, это не что иное, как там слава Богу, Господи там помилуй, Господи благослови. Вот это наша религия. И она нам разрешена и российским законодательством, и международным сообществом. И мы ее будем исповедовать, несмотря ни на что. Да, свою религию, свою культуру, свои законы, мы будем этим соблюдать. Но Милов, который пристегивал к событиям начала Первой русско-чеченской войны похищения людей, которые произошли после войны, когда люди были накачаны оружием, когда работали банды ГРУ, которые похищали людей, банды ФСБ, и русские платили за это деньги, вытаскивали оттуда деньги, там вели вот большую такую работу, зарабатывались, обогащались. Некоторые политики, там, как Березовский, делали себе имя на этом, да, пытались там как-то спасти русского пленного, которого там задержали и так далее. Вот такая вот работа велась, но никакого исламизма не было. И вот Милов нагло очередной раз, как положено русскому фашисту-шовинисту, нагло опять лжет и говорит, что у нас какой-то исламизм был. Исламизма у нас не было как у нас и в Первой войне, во Второй войне, и вот уже через какое-то время элементы вот этого исламизма, радикализма, доведя народ до глубочайшего кризиса, отчаяния, погрузив в хаос, в трагедию чеченский народ, убив треть от числа чеченцев, да, мы получили радикальную форму людей, которые исповедовали радикальные взгляды и иногда наносили те террористические удары, которые нельзя ни в коем случае наносить, нарушая как чеченские законы, многовековые, так и международное право. Такое было. Но это не было тогда. Милов опять снова лжет. Говоря, сразу пошел, когда Дудаев пришел к власти. И таким образом, вот понимаете, как бы неправильно говорить, что вот отделилась такая замечательная мирная Чечня, это была как бы не Прибалтика. Да? Когда действительно, вот как только республики Прибалтики получили независимость. Тут он ее называет опять снова Прибалтикой. Не страной Балтии, опять страной Прибалтикой называет. Я уверен, Милов найдет обоснование, оправдание, если смогут они когда-нибудь, а этого никогда не произойдет, дай Бог, да Аллах, не произойдет, если они смогли бы страны Балтии опять вернуть, он бы сразу обосновал бы и называл бы их Прибалтикой. Ну, давайте я вам покажу немного стран Прибалтики, которых нам рассказывает Милов. Это настоящее время, 2016 год, 13 января. И посмотрим, что нам покажут. Да, здесь, конечно, не полный, но это коротко, минуту, чуть больше. Сможем посмотреть, что происходило в Прибалтике Милова.
на месте 14, тяжело ранили до 1000 людей, но люди отстояли свое право быть достойными людьми и иметь свою родину. Это ситуация с Прибалтикой, которую Милов пытается преподносить, что там ничего не было. Было. Просто Запад поддержал, у них были связи, у них, там еще были моменты. Историческая преемственность была, 50 лет страны Балтии находились, их правительство находилось в изгнании, оно функционировало, держалось, и вот мы пришли, потом им было намного в этом плане быстро, удобно и с минимальными потерями. Чечне не повезло в этом плане. Вот посмотрим на мирную Литву. Это Литва. А рядом курс молодого бойца проходят литовские военнослужащие. Нужно как можно скорее подтянуть их профессиональный уровень. Действия России в Крыму и на Восточной Украине показали, что Россия не только имеет возможность атаковать нас, но и предположительно планирует это сделать. Правительство Литвы настолько обеспокоено сложившейся ситуацией, что повысило расходы на оборону и возобновило призыв на срочную военную службу, который был отменен 8 лет назад. Добровольцев более чем достаточно. Когда я наблюдаю за тем, как наш сосед стягивает к границе тяжелое вооружение и проводит военные учения буквально у наших стен, меня это пугает. В этом месте угроза приобретает наибольшие размеры. Здесь Литва граничит с Калининградской областью России. Из-за напряженных отношений между странами движение здесь практически остановилось. Хотя с этой стороны границы невозможно увидеть ничего особенного, Калининград является стратегическим городом для России, важной военно-морской базой. Здесь размещены ракетные системы, радиус поражения которых охватывает значительную часть Европы. Однако Калининград отрезан от остальной части России. Именно поэтому в Литве так обеспокоены следующим возможным шагом русских. Здесь я вам просто хотел продемонстрировать, насколько Латвия, Литва, Эстония, страны Балтии безобидные, далеко не безобидные. И сейчас Латвия, Литва и Эстония намного недосягаемый кусок для России, чем та же большая Украина. Хотя и Украина сейчас уже становится недосягаемой. Да, Аллах, иншаллах, Украина выстоит. И мы все ей в этом будем помогать. Давайте послушаем дальше товарища Гибнюка, Милова. В зависимости они очень быстро навели у себя порядок и стали вот этими такими милыми, приятными, быстро развивающимися соседними государствами. Очень быстро навели у себя порядок и стали милыми, приятными, демократическими, такими удобными для проживания государствами. Это говорит о том, только лишь о том, что очень быстро Россия от них отстала. Это все, что вам нужно, чтобы у вас стало милым, нормальным, демократическим государством, чтобы вас там не преследовали, чтобы не убивали и так далее. Просто от вас Россия должна отстать. От стран Балтии Россия отстала, а вот от Чеченской республики не отстала. И мы увидели дальнейшие события, разворачивающиеся за этим. Милов, как обычно, нагло очередной раз, но если, наверное, ставить счетчик, сколько раз Милов соврал, там уже, наверное, за пару тысяч набежит, да? Потому что каждый вдох-выдох у него ложь. Государствами, которые задают нам стандарт европеизации. Ничего подобного с Чечней не было. Это была территория, из которой исходило много проблем и угроз. И в этом смысле был определенный вызов для федеральной власти, что, с этим надо что-то делать. Поскольку тогда была пресса открытая и вся информация была доступна, то, естественно, это все обсуждалось в прессе каждый день. Вопрос, что делать с Чечней, он так звучал очень громко. То есть это было где-то явление похожего порядка, как трудности от экономических реформ.
что типа, ну в Чечне вот такая вот абсолютно неконтролируемая бандитская территория, где хозяйничают вооруженные люди, не работают законы, куча преступлений, мы должны что-то с этим сделать. Да? Поэтому здесь, вот, когда мы обсуждаем предпосылки войны в Чечне, то важно понимать, что это не просто вот кому-то ударило в голову, но был вот определенный объективный запрос на то, чтобы все-таки это все прекратить и чтобы какой-то порядок там наступил. Порядок. Вы просто посмотрите сейчас, какой порядок они там установили. Убивают людей массово. Порядок наступил. Это насколько быть нужно наглым лжецом, чтобы вот такое утверждать, чтобы какой-то порядок. Какой порядок можете вы установить? Какой вы можете, вы уже показали. О чем вообще еще может быть речь? Вообще наглости просто нет предела. Вот это да. Так. Пойдемте дальше. Разгон чеченской оппозиции. Разгон чеченской оппозиции, это вы тоже сейчас увидите, будете смеяться. Это вообще что-то с чем-то, это разгон их оппозиции. Так. Ну, давайте перемотаю, чтобы вот этого слишком долго вам не томить вас. Перемотаю до 30-й минуты, где он рассказывает, хотел отделиться, мы не знали. Так, сейчас. Вот в отличие от других, например, республик бывшего СССР... Мы не знаем, хотела Чечня независимости или нет. Это вот такой нарратив такой идет, что вот не провели референдум, и поэтому вот Чечня, вот он не знал, Милов не знал. Блин, то, что мы 20 лет сражались, это покруче любого референдума будет. Если бы не было бы этой войны, сидел бы Милов там в 90-м каком-то году и говорил бы, мы не знаем, хочет Чечня независимости или нет. Но когда Чечня 20 лет против ядерной державы, ядерной параши воевала столько лет, у него хватает наглости и тут заявлять, мы не знаем, хотела Чечня независимости или нет. 1 000 000 человек на площади, требования народа, то, что Латвия, Литва, все народы расходят, все желают свободы и независимости. А вот Чечня, которая больше всех на протяжении, вот больше всех этих стран, которые входили в состав Советского Союза, сражалась, боролась, не имеет таких возможностей, которые есть у других стран и народов. На это вот у Милова вот нет ответа. Вот он не знал. Вот видите. Поэтому я, как чеченец, не имею права получить этой независимости, потому что гнида Милов посчитал нужным сказать, что вот он не знает. Несмотря на все объективные стороны доказательной базы, он их отвергает, он их не замечает просто. Ну вот, ну кто, ну потом я виноват, если я ругаюсь. Поехали дальше. В Чечне произошел бандитский захват власти. Про бандитский захват власти я вам говорил, поэтому снова и снова я не буду возвращаться к этому. Но я вам зачитаю, опять же, сошлюсь на Руслана Хасбулатова. Руслан Хасбулатов принимал такую неоднозначное участие. Я его никогда не считал за правое дело, но вот сегодняшний анализ, который делал, он очень помогает нам. Я имею в виду, Хасбулатов всегда был за Советский Союз, за Россию. Он был советским чиновником, коммунистом, он им и остался, мне кажется, на сегодняшний день. И сейчас мы можем только извлечь какую-то пользу из того, что он говорит, но не, конечно же, не оправдывая все, что было раньше. Давайте вот
нам он рассказывает, что вот захват банды был. Давайте еще минуту. Да, он и его вооруженными союзниками, которые не хотели равноправных отношений, какого-то нормального законодательного конституционного процесса. Как только вот такие наметки там внутри объявленные самопровозглашенные Чечни и Ичкерии возникли, то они тут же всех противников силой разогнали. Командовал этим всем Басаев. Вот, понимаете, это не та ситуация, что были какие-то мирные, добрые чеченцы, которые, значит, пришли и растоптали сапогом имперские русские. Нет. Все это было гораздо сложнее. Короче, это не имперские русские туда пришли мирные русские против фашистов-чеченцев. Так, наверное, правильно, да? Но давайте я опять же сошлюсь на Хасбулатова. Это тоже нужно зачитать. Российская пропаганда ныне всячески навязывает мнение, что истоком чеченского суверенитета является вооруженный мятеж. Мол, в сентябре-октябре 1991 года группа вооруженных людей во главе с отставным советским генералом Джохаром Дудаевым незаконно захватила власть, насильственным путем разогнав при этом Верховный Совет Чечено-Ингушской Республики во главе с Докку Завгаевым. Тот факт, что к этому времени Чечено-Ингушская Республика юридически уже год существовала вне РСФСР, тщательно умалчивается. Так следует отметить специальное постановление Верховного Совета Чечено-Ингушетии от 11 марта 1991 года, запретившее проведение на территории республики общероссийского референдума о единстве СССР и введение в РСФСР президентского правления. Верховный Совет Чечено-Ингушской Республики во главе с Докку Завгаевым сослался на декларацию о государственном суверенитете ЧИР Чечено-Ингушской Республики от 27 ноября 1990 года, согласно которой республики далее не является частью РСФСР и даже СССР. Об этом сказал никто иной, как Докку Завгаев. Советский работник это все сказал. Вопреки утверждениям российских властей, приход к власти Джохара Дудаева не был мятежом. Хотя с правовой точки зрения имелись отдельные нарушения, сообщает нам Руслан Имранович Хасбулатов. Действительно, в республике шли митинги с различными требованиями. Это было всего лишь эхо, прокатившееся из Москвы в дни попытки путча в Москве в 1991 году. При всем накале страстей, имевшем место в сентябре 1991 года в Грозном, Верховный Совет Чечни не был разогнан силой, о чем нам рассказывает Милов, что вот пытается нам внушить, что силой был разогнан. Я, сообщает Руслан Хасбулатов, как председатель российского парламента, прибыл в Грозный из Москвы для консультаций и пришел к выводу, что местный парламент самораспустился легитимным путем, то есть при соблюдении всех юридических норм был оформлен самороспуск этого парламента. При этом был образован Временный Высший Совет Республики с единственной задачей в максимально близкие сроки организовать выборы нового парламента и новых исполнительных органов власти. В связи с тем, что именно в эти дни чрезвычайный съезд ингушского народа в лице депутатов всех уровней изъявил желание оформиться в самостоятельную республику и войти в состав РСФСР, Временный Высший Совет Чечни объявил о выборах парламента и президента отдельно Чеченской Республики. Ну и здесь были определенные правовые нарушения, которые я не могу не отметить, сообщает Руслан Хасбулатов. Выборы президента и парламента в Чеченской Республике состоялись 27 октября 1991 года, когда была объявлена победа генерала Джохара Дудаева. Конечно, в республике кипели страсти, были правонарушения, вполне сравнимые с теми, что пережили тогда, например, Москва и другие регионы России. Таким образом, можно констатировать, что первый президент и парламент Чеченской Республики являлись преемниками Верховного Совета Чечено-Ингушской Республики, хотя лично у меня тогда были сомнения в его легитимности, но вопрос в том, почему российские власти, говоря о чеченской независимости,
упорно акцентирует внимание на события осени 1991 года. Введение чрезвычайного положения указом Ельцина парламентом России было объявлено незаконным. Ответ, по моему мнению, в том, что таким путем пытаются объявить Чеченскую республику субъектом России, внутренним делом России, хотя этот вопрос является давно международным вопросом. Я думаю, на это ни у кого больше не должно быть вопросов, так как об этом заявляет нынешний ректор Российского Московского академии, Плехановской академии, по-моему, она сейчас так называется, Руслан Имранович Хасбулатов. На тот период времени Руслан Имранович Хасбулатов является советским чиновником и возглавляет парламент российский. И этот человек непосредственно участник, очевидец этих событий и приводит доказательные факты с ссылками, да, и так далее. Ну, давайте послушаем вот этого мерзавца. Дополнительно увеличивало прессинг на федеральные власти. То есть, ну, как бы мы все это читали. И, естественно, предъявляли претензии к Ельцину и к федеральным структурам. Типа, что там вообще происходит? Что там почему вообще... вы не можете как-то вмешаться и хоть как-то повлиять, чтобы такого трэша там вот не творилось? Трэш. Поэтому вот Чеченская война, собственно, была начата Ельцином в декабре 1994 года. Я это вам все рассказываю к чему? К тому, чтобы вы поняли, что начало Чеченской войны произошло не просто так. Конечно. Потому что у Ельцина что-то щелкнуло в голове. А было такое постепенное нагнетание напряжения в течение более чем 3 лет, которое вот к этому шло. И кульминацией, собственно, стало введение туда российских войск и начало войны. Да? Но на самом деле вот основным источником беспокойства был как раз Дудаев и его вооруженные люди. Мы потом знаем многих из них, и прежде всего того же Басаева, чем они занимались дальше. Это вот вам подскажет, что они не были какими-то милыми зайчиками, которые хотели из Чечни сделать такую мирную Эстонию, Латвию и Литву. Нет. Очень часто нам рассказывает про мирных зайчиков, пытается всячески, вот просто как только возможно, пытается всячески вот задеть, ущемить там и так далее. И мирными зайчиками. Конечно, мы не мирные зайчиками. Против разъяренных кабанов мирными зайчиками особо не справишься. Поэтому, вернусь к личности Басаева, да, которого он только что упомянул. Вот здесь мы можем услышать, это на грузинском канале, «Факт Фронт» называется, 24 мая 2020 года загрузили это видео. Но тут Валерия Ильинична Новодворская выступает на «Эхо Москвы». И давайте послушаем о том, о чем говорит нам Валерия Новодворская. Шамиль Басаев кончил очень плохо. Он кончил бесславным, но он был нормальным человеком, мы его сделали террористом. Уничтожая Чечню столько лет подряд, мы сделали демократа Шамиля Басаева. Демократа? Да, вначале он был демократом. Он, между прочим, у Белого дома стоял в 91 году, защищал российскую демократию. Я первый раз от вас слышу. Это все демократы знают, что он стоял у Белого дома. Новодворская очень четко ответила. Я не слышал, говорит вот этот пропагандист, что Басаев был демократ. Она говорит, это все демократы знают. Она имеет в виду тех демократов, которые тогда Россию освобождали. Она была одной из этих человек. И Дудаева, и Гамсахурди. Это была такая прослойка людей, таких светлых, идейных людей, которые многие, сейчас уже нет их, многие продались, многие там изменили свои взгляды, но они добились этого, они очень долго шли, и сама Валерия Ильинична много подвергалась пыткам, карательной психиатрии советской, провела
психбольницах, и ее и пытали и так далее. И вот она здесь расскажет, что Басаев защищал Белый дом. Отказались прийти на помощь Хасбулатову в 1993 году и защищали Ельцина. Хасбулатов тогда хотел сохранить ГКЧП и хотел сохранить Советский Союз. Ельцин же под видом вот этих демократов, представляя вот такую активистку, как Новодворская, Ельцин под этим видом гибня перехватывала инициативу. У нас в Чечне попытались сделать то же самое, но мы оказались более мудрыми, более способными взять свою власть. Русские, к большому сожалению, этого не смогли. У русских не хватило ресурса, кадров, чтобы это сделать, лидеров настойных. Нам, чеченцам, это удалось. И поэтому на нас обрушилась уже российская армия. Шамиль Басаев в своей президентской программе, когда он конкурировал с Масхадовым, выступал как абсолютный западник. Предлагал сделать армию по американскому образцу, а как же он так избрать американскую модель развития, компьютеризировать Чечню, скатился от великого отчаяния, видя, что Запад не защищает Чечню, скатился, как многие другие скатились на религиозные позиции. И вот мы сделали Чечню вторым Ираном и посадили туда сатрапа Рамзана Кадырова. Кого не смогли уничтожить, тех сделали религиозными фанатиками. Многие поколения чеченцев будут нас благодарить, а наши внуки опять с ними столкнутся, потому что это был действительно геноцид. Одних детей только 40 тысяч убито и ранено. И никто этого нам не простит. Не простим, это однозначно, уважаемая Новодворская Валерия Ильинична. Так, давайте вернемся опять к этому фильму. Вы не устали, друзья? Вы напишите, если устали. Я могу остановиться, просто здесь столько лжи, я постараюсь. Напишите, если вы устали. Ну вот я смотрю, не расходитесь, значит вы не устали. И в этом смысле вот на Ельцина было очень большое давление со стороны общественности. Все видели, что там происходит. Это сообщала независимая пресса. Ну и люди задавали российскому руководству вопросы. Типа, ну как так? В любом случае это вот надо как-то прекратить. Это можно было прекратить совсем другими мирными способами. Мы об этом еще поговорим с вами. Но я объясняю вам вот предысторию, которая привела к эскалации конфликта. Так, переходим дальше. Вы пишете, что все нормально. Все нормально, тогда дальше идем. Так. Перемотаем тогда немножко на гражданскую войну. Тут вы видите в Википедии, или там как-то у них называется, гражданская война 93-94 года. Сейчас нас подготавливают к тому, что вот должны были вот принять участие в этих событиях российские как бы миротворцы, разъединяя один воюющий народ, да, шла гражданская война. Да, на первый взгляд могло бы показаться, что вот эти нападения, боестолкновения, это какая-то гражданская война. Никакой идеи, никакой платформы, никаких взглядов у оппозиции, так называемой, да, ее очень долго у нас называли оппозицией, и она уже так и как бы вошла в обиход, когда очень много этой пропаганды, вам рассказывают, что вы там боевики, там ваххабисты, вы тоже уже начинаете эти слова повторять. То же самое это было и со словом оппозиция. Никакой этой оппозиции не было, никакой идеи, какой-то своей программы оппозиционной от действующей, законной, легитимной власти Дудаева у этих людей не было. У них была единственная идея – это захватить власть и присоединить Чечню в России. И, соответственно, они действовали в интересах иностранного государства,
на деньги этого иностранного государства, при помощи оружия этого иностранного государства, при помощи политического, информационного и иного помощи и прикрытия этого иностранного государства, будучи офицерами того самого российского государства, ради кого они служили. Поэтому оппозиция это назвать было просто, даже с натяжкой никак нельзя было назвать. Сейчас. Оппозиции летом 1993 года, они перешли к вооруженному противостоянию, и Москва их в этом поддерживала. Вот была как бы основная ставка. Вот сидит этот Умар Автурханов, который был офицером советской милиции, и через который нам пытались, такой типа Донецкого какого-нибудь там, кто там, Захарченко, который был тоже, да, донецкий, местный, вот его поддерживать. Какой Захарченко был оппозиции, да, украинской власти? Никакой просто, да, это стопроцентный коллаборант, да, и это называется как измена родине. Вот этот капитан, по-моему, или майор милиции возглавил и вот занимался вот этой деятельностью. И Милов на голубом глазу нам рассказывает, при всем при этом, говорит, мы им помогали. Как вот они сейчас рассказывают про зеленых человечков. Все знают, все понимают, но доказательства нет. Опять же, возвращаясь к тому анекдоту. Давайте дальше. То есть вот из этого инкубатора фактически вырос последующий прямой конфликт между российской армией и дудаевцами. Да? То есть прямой конфликт вырос из этого инкубатора, как называет Милов вот эту ситуацию. Реально вырос конфликт между Российской Федерацией и Чеченской Республикой. Вышел он потому, что Захарченки чеченской национальности, да, так называемый Захарченко, Умар Автурханов, Беслан Гантемиров, Руслан Лобазанов, Доку Заугаев там, и так далее, эти люди не смогли захватить территорию. Вернее, они даже захватывали какие-то места, но их потом выбивали оттуда и не могли удерживать это. Не говоря уже о том, чтобы захватить там всю власть. Вот то, что получилось в Донецке и Луганске, в Крыму, у этих Захарченков чеченских не получилось. Потому что они были более слабы, наши были более решительны, чем сегодняшние украинские власти. И масштаб был, может быть, другой. Но вот что можно сказать? Сначала в 93-94 году. Послушайте, что говорит этот пропагандист, и понимайте, держите в голове, да, что вся вот эта оппозиция то же самое была, как оппозиция в Донецке, Луганске и Крыму. И вы поймете, о чем он сейчас говорит. Все вырастало из вооруженного противостояния. Дудаев оппозицию разогнал, Москва начала их вооружать и, в общем, натравливать на то, чтобы они пытались свергнуть Дудаева военным путем. Вот это была главная ошибка. Мы сейчас несколько слов поговорим о том, как можно было бы и нужно ли было вести переговоры с Дудаевым. Конечно, вот один из них, Беслан Гантемиров, да, был мэром города. Там, знаете, как было? Рядом с Дудаевым подбирались вот эти люди, агентура разная. Дудаев новый человек был в этом всем и набирал. Например, Лобазанов, так называемый Руслан Лобазанов, бандит один, он там был у него в охране даже, да, даже там занимал какой-то пост охраны, его личной охраны Дудаева, или там вторым человеком, третьим был, кто-то там был вокруг охраны. Потом его выявили, выкинули. Тот же самый Беслан Гантемиров. Очень мутные, какие-то связи, что-то делать. Потом он еще отсидел за то, что уже в российской тюрьме. Потом уже к началу Второй войны был выпущен, для того, чтобы он с новой силой уже воевал против своего народа. За кражу, за хищение он был арестован. И сидел в Лефортово в Москве. Вот Беслан Гантемиров, вот такие люди,
которые работали на Россию, они вот несли то зло, но тогда вот основы этой войны были заложены еще в предыдущие полтора-два года. Когда выглядела как Москва сделала ставку вместо переговоров на то, чтобы вооружать и поддерживать антидудаевскую оппозицию, чтобы она Дудаева таки свергла. Это фактически была вот такая протокартинка той прямой войны, которая потом случилась. Почему с Дудаевым надо было разговаривать, а не наращивать на него военное давление? Ну, здесь я вам напомню в самом начале то, что говорил. Он говорил, что нельзя было разговаривать, потому что Джохар Дудаев, он был нелегитимный, но и не знали, как говорить. И потом говорит, вот сейчас он говорит, почему нужно было разговаривать. Так, если он нелегитимный, не нужно было, или все-таки нужно было? И Милов, ты тут прыгаешь, как девка с ветки на ветку. Во-первых, в отличие от всего последующего периода, вот после того, как Дудаева убили, я, кстати, считаю, что это колоссальнейшая, просто фатальная ошибка Ельцина и российского руководства. Они выманили Дудаева на какой-то телефонный разговор и вычислили его и убили ударом ракеты в апреле 1996 года. После этого, на мой взгляд, шансы на какие-то переговоры с чеченцами по нормальному статусу этой территории были просто потеряны напрочь. Почему? Потому что Дудаев строил свою власть как жестко централизованную и контролируемую. Ну, все это бред. Скажем, к апрелю 96-го, когда Дудаева убили ударом российской ракеты, ситуация была совсем иная. Например, в 91-м, 92-м, 93-м Дудаев обладал всей полнотой властью. И переговоры с ним имело смысл вести. То есть, если вы о чем-то договорились с этим человеком, значит, были шансы, что эти договоренности будут соблюдаться. Да? После убийства Дудаева все. Возникла ситуация вакуума, когда фактическая власть находилась в руках полевых командиров, и любое руководство Чечни, которое пришло на смену Дудаеву, не обладая таким авторитетом, как он, было не в состоянии поставить, значит, все вот эти вот вооруженные банды под контроль. Здесь этот бандит из банды фашиста Навального и Путина нам рассказывает, что после убийства Дудаева был вот разброд и шатание. И я скажу, в какой-то степени это правда. Это правда. Ну, конечно же, он нас тут называет бандитами. Там, нет, это были не бандиты, это были борцы за свою свободу. Это действующие офицеры чеченской армии были и так далее. И вот реально, когда Джохар Дудаев, который был очень грамотным человеком, очень таким волевым человеком, обладал большими знаниями и связями, после его гибели многое, конечно же, было, все вот эти связи были нарушены. И именно этого добивалась Россия, для того, чтобы каждого в отдельности потом взять этих командиров и начать над ними обработку, обрабатывать их уже начать. В этом в какой-то степени, конечно, это было сделано, и Милов здесь в какой-то веке сказал правду. Но он просто констатировал реально то, что происходило. Но несмотря на это, чеченский народ, опять же, провел новые выборы, где был выбран большинством голосов. В первом же туре выиграл Аслан Масхадов, и были наблюдатели со всего мира, около 47 стран, ОБСЕ, там огромное количество наблюдателей, они были признаны абсолютно легитимными, абсолютно законными. И те бандиты, которых он называет, те заступники, за которых Милова не хватило духу заступиться за своих русских, когда Путин его взорвал, а он пошел служить этому Путину в его правительство, и касьяновское правительство, путинско-касьяновское правительство, он наших героев называет бандитами. На тот период времени не было никаких Бесланов, никаких Буденновск. Буденновск уже тогда, правда, состоялся, но все это тогда даже признавалось не террористическим актом, а диверсионным актом, который на войне проводится. Обычное дело провести на вражеской территории диверсию. Поэтому давайте это посмотрим ровно дальше. то,
С чем в итоге столкнулся Борис Ельцин после того, как Дудаева убил? Произошло следующее, что как раз в этот момент шла вот эта предвыборная кампания 96 года, Ельцин против Зюганова. Мы об этом с вами скоро подробно поговорим. И неприятие войны в Чечне в обществе было настолько сильным, что Ельцин пошел на радикальные меры. Он аж пригласил этих лидеров чеченских сепаратистов в Кремль. Только что они все были бандитами, и тут он пошел на радикальные меры, чтобы пригласить. Нет, Ельцин был вынужден из-за давления США, вот из-за этого человека, который рядом стоит с Яндарбиевым, представитель ОБСЕ, Тим Гульдеман, по-моему, его зовут, если я не ошибаюсь. Эти люди, европейские институты, международные институты, приложили огромное усилие. И нам, чеченцам, не подобает забывать этот случай. Мы все говорим, что Яндарбиев не сел напротив Ельцина, что абсолютно верно и правильно поступил. Но при этом мы забываем сказать ту заслугу, которую подвели за этот стол Ельцина и Яндарбиева. Да? И Ельцин был вынужден, чтобы на следующих выборах его на Западе признали президентом, нормальным, пытающимся договориться, решить правовым, международным, законным способом вопрос русско-чеченских взаимоотношений, Ельцин был вынужден их пригласить. Ну и даже тогда Ельцин и вот эта банда миловская, вот это миловские подельники, они что сделали? В это время, когда прямо в этой встрече Ельцина и Яндарбиева, там, когда Ельцин не садится напротив Яндарбиева, а хочет сидеть во главе стола, Яндарбиев говорит, я отказываюсь тогда садиться, а садиться нужно Яндарбиеву напротив Доку Заугаева, это того советского предыдущего. И как бы Россия сверху решает между ними дела и там хочет разрулить. Яндарбиев отказывается садиться напротив, говорит, я с вами приехал решать вопрос и буду решать только с вами. И разворачивается и выходит. И в этот момент Ельцин ему кричит вслед, вы отсюда не уедете. Представьте, люди, как делегация на переговоры приехала под международные гарантии, и президент, преступник, бандит, русский царь кричит переговорщикам, что вы отсюда не уедете. И тогда Яндарбиев поворачивается вот этот Тиму Гульдеману и говорит, вы гарантировали нам обеспечить нам беспрепятственный выезд, как вы и гарантировали. Вот, приблизительно это говорит ему Яндарбиев. И потом Ельцин, понимая, что не получится, а надо, чтобы вот эти переговоры как бы провелись, потом надо Ельцину полететь в Чечню. Это такая картинка. И Яндарбиев с его товарищами окажутся фактически на положении заложников в Москве, пока Ельцин летает, чтобы на него никто не совершил нападение. Быстренько слетал в Чечню, собрал там несколько предателей, старичков, которые его похвалили, что Чечню поддерживаем, и Ельцин возвращается. Это нужно было для картинки для Запада, что он ездил в Чечню, разговаривает, в Москве встречается с чеченскими представителями чеченской власти, но все это произошло после убийства Джохара Дудаева, подлого, вероломного, как только что правильно сказал Милов, вытащив на разговор, было подло совершено вот это кровавое преступление против первого президента Чеченской Республики Ичкерия, который мы никогда не забудем. Всегда это история учебников наши дети будут изучать в школе, как русские подло убили одного президента, потом второго, потом исполняющий обязанности, как, впрочем, был убит и сам исполняющий обязанности президента, ранее исполнявший обязанности президента Зелимхан Яндарбиев в Катаре. Ему подложат бомбу, и просто как террористы, как и положено, его просто взорвут русские террористы из российских спецслужб. Вот что вам надо знать о России. И Россия была всегда такой страной милого, какой она была сейчас.
какая она сейчас против Украины, какая она сейчас против Запада и Соединенных Штатов, такой она была и против нас, и остается ей, пока она не будет как-то взята под внешнее управление. Договорился с ними о прекращении огня, впоследствии это все вылилось в Хасавюртовские соглашения, но было уже поздно, потому что вот те чеченские лидеры, которые приехали к Ельцину, которые потом были избраны на каких-то выборах, которые там прошли, вот тот же президент Аслан Масхадов или его предшественник ИО президента Чечни Зелимхан Яндарбиев, который вступил в должность после гибели Дудаева. Было видно, что эти люди уже ситуацию не контролируют. И с ними можно переговариваться сколько угодно, но все, птичка вылетела из клетки. Уже... Ну все, это опять это болтовня этой гниды. Так. Давайте я перемотаю, возьмем Грозный 2 часа. Давайте, знаете так, мы слишком много говорим, и мне кажется, я вас утомляю. Я, чтобы не пропустить значимые места, я на сегодня бы прекратил бы, мы уже 2,5 часа говорим. Мне кажется, вы должны эту информацию переварить, которую я сегодня выдаю. Многие вы ее, конечно, знаете. И я, наверное, завтра проведу стрим, чтобы закончить, потому что мы только вот на 40-й, 50-й минуте, тут он много еще бреда говорит, но я вам расскажу в следующем своем эфире, буквально сейчас 5-10 минут я почитаю ваши комментарии, потому что хотелось бы с вами тоже какую-то коммуникацию сегодня получить. Я вам расскажу, как Павел, в завтрашней серии, я вам расскажу, как Павел Грачев обещал взять за 2 часа, решить этот вопрос, хотя это был самый адекватный из этих всех, которые там были. Я вам расскажу, что как Дудаев назвал имена зачинщиков, и расскажу, какие имена назвал Милов. Да, какие он называет, не самых главных и уже умерших людей, потому что намечаются большие перемены, и этим людям придется отвечать. И Шахраю, Лобову, Степашину, Сосковцу придется отвечать. Это основные действующие лица, которые являлись зачинщиками нашей войны. Я вам также расскажу про 1 миллион подписей Немцова, про бредовый план, так называемый план, после драки кулаками не машет, но так называемый для пущей важности план Милова, который он тоже тут рассказывает. Опять же, противоречия за противоречиями у Милова возникают. Я вам также расскажу о 10 тысячах погибших, десятках тысячах погибших, которые нам расскажет Милов, что тоже не соответствует действительности. Также я вам много еще чего интересного расскажу, кто виновен в войне. И это постараюсь уложиться покороче. Чуть, может быть, я сегодня и завтра еще подготовлюсь к этому. И тогда я постараюсь более кратце это сделать. Как-нибудь сделать это кратце. Потом, давайте возвращаясь. Вот тут мне сейчас пишут, и про меня опять снова началась пропаганда, что я являюсь каким-то там доносителем, создаю там людям проблемы и так далее, и так далее. Что не соответствует действительности. Магомед Гадаев, журналистом, он сам рассказывал об этом, что вот он в 16 лет взял в руки оружие там, и так далее, и так далее. Я не знаю, на какой вообще стороне Магомед Гадаев брал это оружие в руки, но при всем при этом я как-то сказал, что он был осужден, там его пытали и так далее, и так далее. И на меня вот начали разные пропагандисты новую ложь возводить. Да? Сейчас я вам покажу. Я вам сейчас такую покажу. Телевизор. Так. Сейчас, одну минутку.
Так, это я смогу найти только, наверное, тут. Сейчас, одну минутку, друзья. Так, меня обвиняют, ну сейчас начались вот эти пропагандисты, да, агенты ГРУ, которые раньше прослушивали наших маджахедов, которые в прослушках убивали этих людей. Сейчас здесь создаются вот эти разные группы под видом там религиозных и пытаются вести разную пропаганду. Я пытаюсь всячески довести до людей, чтобы наши люди не страдали от этого. Я всячески пытаюсь довести информацию, что эти люди ведут наглую пропаганду и ложь. Вот Магомед Гадаев, которого вы сейчас видите на экране, этот человек мне позвонил, когда я с ним абсолютно не был знаком, мы с ним связались, он мне рассказал, что он там где-то принимал участие и так далее. Мне это было даже не интересно абсолютно, потому что меня интересовало не где он воевал и там, что он сделал. И я не знаю, воевал он или нет. Там, да, там может быть разная информация по этому поводу. Даже быть вообще абсолютно противоположная может быть информация. Поэтому это меня не касалось. Я интересовался о том, что Магомед, как его пытали, он рассказывал там, как кого-то пытали, как кого-то там заживо сожгли женщину, да, жену одного из там партизан и так далее, и так далее. Я в своем эфире так и сказал, да, он мне рассказывал, что он где-то принимал участие, он сидел за то, что участие там в банде, да, как они это называют, как Милов называет и так далее. И в своем интервью здесь сам Гадаев рассказывает: в 16 лет я еще не окончил школу, я взял в руки оружие, был 2000 год, родное село Законют пострадало от войны, вместо учебы и мирной жизни я оказался под бомбежкой, вокруг гибли мирные люди, российская авиация уничтожала целые улицы. В 2004 году меня первый раз похитили кадыровцы, забрали меня из дома, обвинили, что я воевал против России, вменили статью 208 и 222, да, участие в банде и незаконный оборот оружия. Но на следствии сказали, что амнистируют, если я буду на них работать. Чтобы этого избежать, я уехал в Казахстан, и в Чечне задержали моих друзей. Под пытками они дали показания против меня, якобы я был их командиром, уводил их с собой в лес. Тогда меня объявили в розыск, сначала федеральный, а потом международный. И так далее, и так далее. Вот здесь он сам рассказывает, что он взял в руки оружие. И вот то, что... И это я считаю подвигом. Если этот человек взял в руки оружие против оккупантов и врагов, в то время, сейчас это бессмысленно, поэтому никому пока не советую это делать. Когда настанет время, мы все скажем. Пока в этом необходимости не только нет необходимости, это контрпродуктивно, это нам вредит. Да, если сейчас мы будем говорить о таких вещах. У нас должна быть своя территория, в руки оружие мы брать можем только на своей территории, когда мы знаем, что есть шансы на успех. До тех пор эти методы на сегодняшнее время, настоящее время, они, я считаю, контрпродуктивны. Не только не вредны, они контрвредны.
контрпродуктивным. Так вот, он сам об этом говорит. И вот те слухи, которые распускают, что я там кого-то там это сделал и так далее. Мне Магомед Гадаев рассказывал, как абсолютно постороннему это человек. Я никак не мог обладать никакой информацией, которую вот он то же самое он рассказал журналистам. И он об этом говорил всем и всегда. Что по этому поводу я просто должен был внести ясность вот этого все. Далее, там же про меня упоминается, что там я там пишу доносы, там, ну, абсолютно, как и в прошлый раз. Если помните, есть там мой дальний родственник по матери, Сайхан Агаев, про которого я сказал, я просто ничего не могу про него сказать. Меня провоцировали. Я сказал, что ничего не могу, не имею я на этого человека ничего сказать плохого. Да, он кадыровец. Таких, когда я сюда приехал в Германию, в Гамбург, здесь практически, ну вот, уже других и не оставалось, не было слышно. Были какие-то радикального вида, потом выяснялось, что они работали, служили в ГРУ, Кокиев, Ямадаев. Вот оттуда какие-то люди оказывались. А нормальных чеченцев, которые, они молчали, они ничего не говорили и молчали. И тогда кадыровцами, ну, это, ну, как бы, ну, они везде были, сейчас их нет, да, сейчас ситуация изменилась и так далее. Вот тогда тоже из пальца высосали эту историю там, и начали там рассказывать, что я за кадыровцев там, и так далее. Потом высосали другую историю, что я там пытался узнать адрес. Я специально долго держал это, чтобы они побольше об этом говорили. И потом я выставил, да, на канале «Чеченский след. Рязанский сахар». Есть видео нашей с ним переписки, где я ему отправляю свой адрес и готов ему в качестве адвоката бесплатно оказывать ему услуги. И говорю, сообщи город, и то мне это не нужно, нужно полиции, чтобы в будущем готовящемся покушении, чтобы с польской полицией, тогда этот агент Тузик жил в Польше, и немецкая полиция могла связаться, и те факты, которые излагаю я и человек, который нанялся нас убить, чтобы можно было вот как-то им связаться. Из этого раздули, что я хочу взять канал, адрес и так далее. Но это ложь. Но ведется работа ими против нас. Ведется огромная работа, ложь, пропаганда, и это не перестает происходить. Некоторые там могут сказать, что там какие-то личные отношения. Нет никаких личных отношений. Абсолютно. У меня нет ни с кем никаких каких-то личных приязни или неприязни. У меня вот есть враг на стороне России и нет врага на стороне России. Ну вот есть у меня одно очень интересное письмо. Вот, если можно посмотреть. Это заявление, которое написано на Рубате Мицаеву, кавалера ордена Честь нации, женщина, у которой сейчас переносит тяжкую форму болезни, у нее сейчас проблемы со здоровьем, женщина, которая перенесла пытки, которая, ну, реально заслуженная женщина, и на нее пишет вот Маусар Садулаев, вот такой есть, вот видно, вот здесь выделено, если разобрать. Маусар Садулаев пишет на нее, подает на нее полицию заявление. Это дружки, это из одной оперы дружки, и они вот сейчас все ополчились на Рубате Мицаеву. Что я по этому поводу хочу сказать? Это будет продолжаться. Просто и я, и Рубати, мы все люди разные, мы каждый по-разному реагируем. Тем более сейчас Рубати. Мокшаяц дал маршал до Рубати. Хазнесан дох лазардолш. Атыкач ялш зудю. Гарч алялшаю. Тасаелла харцелуш. Ну, ее буйный характер, ее там вот это высказывания, они, конечно, режут нам слух чеченцам. Плюс они еще выхватываются из контекста, как выхватили из моего контекста, хотя я пытаюсь более корректным быть, но не получается вот с этими мерзавцами и подонками, не получается. И нужна, конечно, ваша помощь, ваше участие всех людей, которые не связаны с Россией, которые не хотят быть с Россией. И поэтому вот в связи с этим у меня есть небольшой флешмоб. Флешмоб. Я нашел свой паспорт Российской Федерации. У меня есть мой
чеченский паспорт, паспорт гражданина Чеченской Республики Ичкерия. И есть вот паспорт, он, правда, в не очень хорошем виде, а паспорт, выданный мне насильно. Мой паспорт был порван. Вот мой настоящий мой паспорт был порван. И насильно мне был насильно вручен друг. Я был вынужден просто, да. Я должен был как-то передвигаться, жить, да, в конце концов. Потому что я находился в Санкт-Петербурге, и мой паспорт русский уничтожен. Вот это мой паспорт. Вот смотрите. Я вот вам покажу. Видно ли меня? Видно? Видно. Вот, смотрите. Здесь написано город Грозный, ЧАССР, место рождения. Ну, давайте, чтобы более было четко видно. Видно? Видно. Наверное, видно. Вот, видно. Я родился сейчас ни в какой Российской Федерации я не родился, ни к какой Российской Федерации отношения не имею, ни иметь не собираюсь, никогда, ни я, ни все, на кого распространяется мое мнение из моей семьи, никогда в своей жизни не будут россиянами. В связи с этим я хочу вот этот паспорт, который русские выдают. Русские выдают в Крыму, Абхазии, где там они еще, в Южной Осетии, Самачаблу, там они выдают, и нам они также выдали. Так вот, я официально, вот смотрите, еще раз, это я официально отказываюсь от российского документа, который мне это оковы, которые сковывают нас. Никогда в своей жизни не был, не хотел быть и никогда им не буду я гражданином Российской Федерации. Если кто-либо говорит, что там я какой-то там лицемер, что я нечестен, что я там собираюсь вернуться, я призываю вас сделать то же самое и выложить это видео. Вот выложить это видео. Я плюю на Милова, на паспорт этот, на Путина и на все, что связано с этим двуглавым имперско-фашистским недогосударством. Вот так вот. Это раз. Я гражданин Чеченской Республики Ичкерия по праву рождения. У меня, я вам показывал много раз, есть временный немецкий паспорт, который мне с удовольствием, с большим, чем я благодарен, выдали немецкие власти. Этот обрезанный кусочек, так как моя личность была не установлена, я вам ранее говорил, я пытался всячески найти этот паспорт, я нашел его. Я его долго искал, я его нашел. И вот я призываю, вот эти куски, я их отправлю по почте в миграционную службу Германии. Так как я его нашел, и, конечно, он не в надлежащем виде, которым должен быть, но здесь достаточно попробовать, чтобы определить меня идентифицировать. Поэтому я отправлю в миграционную службу, чтобы быть перед миграционными службами Германии и перед Германией в частности чистым и честным, как и положено быть любому законопослушному гражданину. И цаду. Второе, вот первое, и возвращаясь к тому первому, что я сказал, по поводу Рубати Мицаевой. Рубатина, я по-чеченски, друзья, Рубатина, ой, массара поддержки есть. Рубати, тагана, шиду алил шац, шиду алилаяц, шиду алиляри, хинца аш, шорт, шиду ахчадуш. Ой, я шаца есть, хинца аш, беш, цабеш, беш, самбуй. Идер, хинцуна, бюлер, шицуна, цатпелкш, и он рыбу бошь был, цана абуй, и он рыбу бошь был, наха, цера зудашта цапыш нахдала шай мостраш стрис шаш нахдала зудаш аддабити рубатес и али рубатес гинагга рубатес динагда хила короче хилу мадоч дисанхшо. Вот тут мне пишет, что паспорт не настоящий, фейковый и так далее.
ну, конечно же, было бы странно, если бы русские фашисты говорили бы, я просто закрывал этот адрес, вот посмотрим, может вы увидите водяные знаки на них, да? Но это не важно, это все ерунда на пластмассе, имя, фамилию вы видели, вы мне верите, не оснований мне когда-либо не верить я не давал, поэтому мои зрители знают, что у меня есть такое понятие, как репутация, которую я сохраню до конца своих дней. И что я хотел сказать? И завтра в 9 часов возвращаемся, и я постараюсь, если мне хватит сил. В принципе, вы и так все поняли. Конечно же, это можно было бы даже и не делать, но я постараюсь завтра докончить вот этот репортаж с этим гнидой, русским фашистом из банды, фальсификатора из банды фашистской Путина и Навального, Владимира Милова. Порви до конца. Что значит порви до конца? Порви ты. Я порвал его. Вот он, разорванный. Что еще тебе сделать? Еще как тебе разорвать? Так разорвать? Так устроить? Ну ладно, это разные здесь сурены, которые здесь появляются, и разную свою вот эту бредятину мне тут впаривают. И я их читаю постоянно. Так что все, на этом наш стрим заканчивается. Извините, что потратил много вашего времени, но очень важно было вам донести свою позицию по этому поводу. И мы стоим на правовой, законной страже нашего государства и впредь будем стоять до конца. Другого выхода у нас нет. И совершенно верно, Герман Кразер, все будет Ичкерия. Ассаламу алейкум. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. Ассаламу алейкум. Адикёйль. Марш ойль. Спокойной ночи. Завтра, если будет стрим, я вам обязательно скажу.